Батуко, один из национальных героев чеченского народа, был из Тейпа-Панку. Вот, достойный сын Нохчи народа. Есть, конечно, и легенды различного рода, но освободилась. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Вот, Пантой, Хаккой, Санен Авор, Санен Хуайбу, Санен Памтою, ищет положение. Про Памту можно сказать, как о людях очень добрых, отзывчивых, очень мягких и чистосердечных. Ни предательства, ни подлости от этого типа никогда не было для нашего народа. Что касается, они считаются Ковашуэл Даязин Уиш, Памто Хако Сетто. Вот. Башня у них между Сеттоевская башня считается между Памтой и Сеттой. Но, если я не ошибаюсь, года 3 тому назад нашли основание родового башенного комплекса памятойцев. Вот. Я думаю, уверен, что его в ближайшее время, не могу сказать, но в скором времени мы увидим, как Памтой установили свой башенный комплекс. Фундамент, основание его нашли. Есть родовое село Памятой, Памтой, Шюта. Они проживают по Шатойскому району в городе Грозном. Старые таги, новые таги, Гойты. Вот, ищет Буйхас, такая ситуация, валикум ассалам, иштун духшун. Кажется, точно так же Памтой. Давайте посмотрим, что у нас. П. Так, посмотрим. Так, победа. Где-то я предание. Так, сейчас освободил.
Дерез Масанахил. Сейчас посмотрите во второй части. Что еще есть у нас по этому вопросу? Мгм. Так. Вопросы я сказал. Но здесь есть одно предание, миф. Так, Башлам, у тебя карты нет, у меня карты Ингушетии нету. Это карта моей родины, это Новчучу. Здесь есть предание об Хармате, но оно, это миф, сказание. Считается, что они относятся к Памтой. Сказатель Муртазалиев Сулим, 1867 года рождения, селение Дюрет-Э и Тумкалинского района. Вот такое предание есть. Оно, в принципе, емкое. Можно, конечно, если есть желание, и ознакомить вас с ней. Так, в этой книге «Мифы и предания Нохчу народа» это предание есть об Хармате. А в прошлом эфире, точнее, одном из эфире я показал книгу, мне задавали вопрос, якобы книга, еще раз повторюсь, вот эта книга, вот эта монография, сказать, она очень такая объемистая книга, это Гурама Гумба книга, она 2020 года. Вообще напечатано, первое издание 2016 года. Так что никакого, этих книг очень мало. Их всего издание 1000 книг, не больше. Это раз. Это тот, кто говорил, что этой книги нету. Я же не мог ее сам выдумать. Тот, кто спрашивал. Если поискать, можно найти. Так, потом, что касается, есть некий Мухаммад Козу, что ли, какой-то норниец один, вроде бы взрослый человек, который утверждает, что у меня на странице я опубликовал с какого-то ингушского сайта и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы этот человек, кто-нибудь передайте ему, или пускай зайдет в YouTube и посмотрит. Я хочу ознакомить вас каталог, где они взяли его и у кого они украли и выложили в интернет, они могут посмотреть. Есть каталог чеченского Истанга. Видите, написано. Вот. И я вас хочу ознакомить с орнаментами, чтобы было видно. Эти орнаменты, электронные версии, просто были украдены. Тот, кто взял, здесь написано век, где, видите, Истанги. Чтобы было видно, так,
чтобы было видно. Вот, они есть в электронной версии, которая у меня, а есть написано, какого года, где эти истанги делались, кем они делались, где они их находили, чтобы было видно. Национальные ковры, ногти народа. Никакого ингушского сайта я никакие истанги не брал. Орнаменты вот этих истангов, они изложены. 3 штуки я вам уже показал, чтобы видно было, сколько на этом каталоге. 4. Это все истанги чисто чеченские. 5. Если у кого-то сомнения есть, зачем нам брать чужое, если это все свое есть в своих книгах. 6. Это все истанги. Чеченские истанги. 7. Таких красочных и красивых истангов сейчас отроду не найдешь. 8. 9. 10. Чтобы всем было видно. Нужно ли нам брать чьи-то рисунки или чьи-то истанги, если эти истанги все записаны, зафиксированы на чеченском каталоге? Всем видно? Вы посмотрите, какая профессиональная работа. Чтобы было понятно, я вам сейчас зачитаю. Вы не думайте, что это просто рисунки. Ногче истанг штушуныш. Нужно ли нам у кого-либо что-либо брать? Каждый узнает. Поэтому в 18-19 веках описанные и более позже, в 20 веке описано, где была кузница истангов, где их больше всего делали, в какой части нашей Родины. Чтобы было понятно, каждый этот истанг в основе своей, они были вывезены в основе своей атаманскую Турцию, Хункармах, мухаджирами нашими. Не все, конечно. Дальше смотрим еще сколько. Раз, дальше, чтобы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После того, что я вам показал. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вплоть вот до таких истангов, видите, рисунков. И что самое интересное, где они? На каждой фотографии, под каждой фотографией, где эти истанги были. Чардак, село, 1988 года. Дальше смотрим. Мастер Мелех, так, смотрим. Этот у нас с какого? Тоже Чардак. Так, дальше смотрим. С каких сел? Село Ашагы. Это в мечети ее обнаружили. Пожертвован коврик для мечети.
Вот, второй, это тоже селение Чардак. Это село Юкары, Хаюк-Оша, изготовлено для мечети нашими мухаджирами. И вот так каждое войлочное изделие, каждый ковер записан мастер, кто в каком селе найден. Данное, допустим, найдено в Чардак, селении в Турции. Здесь есть обнаружен в 1988 году Гексен село Кючуксу. Все эти истанги, Нахчи истанги, чеченский истанг, написано. Видно? Нахчи, чеченский истанг. Надобности воровать или брать у кого-то что-то. Просто вот из этой книги мы публиковали вас, знакомили, что были украдены материалы, выпущены, и некоторые начали их называть войнахские, некоторые начали их называть другого характера. Ну, пускай на совести этих людей мы это публиковали. Башлам, уверен, что ты знаешь, почему наши предки делили чеченцев Теркой, Ламрой, Хальдиарой на три части. Эта информация достоверна? Нет, недостоверна. Не делили никаких чеченцев на части. Это неправда. Скажу так. Те по местности названия, где селились, поэтому название называли. Теркхой, потому что у Терека жили. Ламанхой, потому что в горах жили. Хильдиарвай не назывался, не было отдельного Хильдиарвай, там, где проживали только разные тейпы. Хильдиарвай это тейп, Нохчи тейп, который находился в определенном месте. Хильдиарвай Балах, Тебеш Кетейпан Балах. Вот, по названию. Ну, допустим, как называли кумыки. Мечекизовцами, от реки Мечик, качкалыковцами, от Качкалыка, там, и вот и так далее и тому подобное. Почему? Потому что по месту, если бы это примерно, если они жили у реки Гуайхи или Сулак, иначе говорю, сулаковцы они были, или теркхоевцы они были, или сунжинские казаки, как их называли, или терские казаки, как их называли. Разницы нету. Просто по реке название давали, и казаки добавлялись. Никакой разницы, если на русский лад и чеченский лад. Отдельно почему называли, делили, не делили. Названия по местности, топониму брали и садились. Все они были одного. Нету терки стях. Ни одного тейпа, который произошел бы терки стях. Чтобы было. Нету такого натеречного тейпа. Происхождение, чтобы было вот там проживают. Если они терские тейпы, тогда можете сказать, что я вру. Допустим, Сузандхуай, Аларвай, Энгнуай, Бейнуай, Нашхуай, Чармуай. И вот так перечислять можете Аргнуай и так далее и тому подобное. Это исконно Нохчи тейпы, которые все произошли с гор. Переселение, как их переселял туда Ермолов, и дальше, как раздавались эти земли, для чего это делалось, чтобы замерить чеченские тейпы, чтобы они меньше воевали, потому что в горной части воевать было намного проще, нежели чем на открытом пространстве. Я все время говорил, и некоторые меня начинают убеждать и говорить, что, мол, вот ты говоришь, что на плоскостной территории мы не воевали или воевать не умеем. Нет, вы немножко путаете. Я совсем о других вещах говорил. Во-первых, я не говорил, что мы не умеем воевать на плоскостной территории. Воевали. Но плоскостная территория, вот в основе своей, она открытая местность. Чеченцы во все и те военные генералы, которые рассказывали, описывали, те, кто вел сопротивление, как же вообще говорилось о них, как указывалось
где они были лучшими воинами, где они максимально наносили урон, ущерб. Это горные ущелья, это лесистые места. Там, где есть леса, они умели воевать. Даже натеричные чеченцы, которые проживали по Тереку, они там, где были более закрытые лесистые места, они могли намного быстрее уйти при нападениях, там, когда они делали нападение каждый раз на терских казаков, которые проживали за Тереком. Об этом очень много разных случаев. Так. Ингуши жили в горах и не имели возможности делать истанги. Я не знаю, там, истанги, не истанг. Танзила Дзаурова закончила с воровством истангов, теперь взялась за наши музыкальные инструменты. Башлам, про родство кельтов и чеченцев скажи, не знают про такое родство. Ингуши, когда хотят что-то присвоить чеченское, сначала говорят «наша войнавская», а потом с легкой руки ингушей становится ингушским. К слову, нынче лично мне было бы приятно, если бы моя будущая принесла просто аркуз и истанги, все, а остальное все я могу купить и сделать, приобрести. Брат, ты абсолютно прав. Так, вот. Вот. И, Ибрahim, если есть вопросы с Ютуба, сразу ты их тоже можешь подключать, чтобы мы могли одновременно вести дискуссию. Конечно же, мы определенное время, сейчас другой, постараемся провести в Инстаграме. На следующий час, после первой части, как у нас закончится, я постараюсь сделать один вариант. То есть у нас будет идти эфир одновременно в Ютубе, в Телеграме и в Инстаграме. Я буду говорить с вами, и вы будете меня видеть в Инстаграм и в Ютубе. И по Телеграму у нас будет непосредственно тот, кто хочет там рассказать или задать вопросы и так далее и тому подобное. Я понимаю, что в Телеграме намного проще задавать вопросы, вести дискуссии. И да, порой там есть очень такие... Ты не хочешь, конечно же, сказать человеку, что это недостоверная информация или что это неправдивая информация. Но мы стараемся выслушать каждого человека. Да, и в нашем эфире нам уже в поддержку задонатили 2 человека. Это Айса Гудерменский и Шаид. Шаид, Айса, дал Сейдвал, дал Духдахтвал. Ваша поддержка – это очень значимо для нашего канала. Мы существуем за счет вашей поддержки. Конечно, раньше мы могли сказать там за счет рекламы и так далее и тому подобное, но сейчас, к сожалению, блогеры могут как-то работать и вести свою работу только благодаря подписчикам, которые донатят и помогают. Здесь на экране снизу вы видите реквизиты, как можно задонатить, если вы живете в России, и если вы за границей, в Ютубе, вы видите, там есть программа Donation Alerts, вы можете задонатить. Точно так же там есть ссылки на крипто кошелек, кто хочет помогать и поддержать. Так что я думаю, что кто захочет, кому нравится, кто поддержит и свою историю, своих братьев, мы будем безмерно вам благодарны. Вот, Башлам, я еще раз повторяюсь, я родство кельтов и нохчи не знаю. У меня нет такой истории. Если есть кто-то рассказывает, можешь обратиться туда. А так, по крайней мере, то, что есть у нас, мы говорили. До кельтов я еще не дорос. Наверное, есть какой-то супер. У нас то, что есть, я вам перечислял. И каждый раз говорил и об этом рассказывал. У нас были разные периоды, но взаимоотношения с кельтами я, по крайней мере, не встречался в тех книгах, которые я знаю. Может быть, какой-то есть новый,
вид людей. И не нужно мне... и здесь есть пару человек, которые рассказывают, как мне вести, что мне делать, или как мне рассказывать про историю и как вести свой паблик. Ты не агрессируй, Башлан. Тебе же нормальный вопрос задаю я. Саварим, я не агрессирую для начала. И тебе второй раз повторяю. Поверь мне, ты не видел меня агрессивным. Я второй раз тебе, первый раз я тебе сказал нормально. И второй раз тебе повторяю. Адукуаг, у меня нету истории про взаимоотношения кельтов и нохчи. Где кельты и где нохчи. У меня нету про взаимоотношений, там, не знаю, с кем-либо другими. Или там амазонскими индейцами и так далее и тому подобное. Я прошу вас не делать, не размазывать нашу историю в таком формате, как будто бы, чтобы люди над нами смеялись. Если у тебя есть, поделись историю, скинь мне, я ознакомлюсь, скажу тебе, правда это или нет. Я не агрессирую. Адукуахаг, если ты вышел, это же не моя проблема. Он весь Шварц, я тебе еще раз отвечаю. Я тебе нормально ответил. Весь вие бош, помил, смотри, свек. Сон весь Шварц, свек нормально, элла саять история. Если он арве ляха, сабяк боршундец. Бяк мобилла. Сунца хазирон альчана хавелла. Асху гейдук инти ирвал, ас алирон жвак делон. Хюма юшдец. Башлам, мой бу, это энпюч буч, урарту шейхил юбош, сунахляц, ана. Ну, про Урарту, государство Урарту, над этим, конечно, сказать одно. Короче, ладно. Болшина, пьеч васмяцуно. История урартийцев, вообще хуритов, Урарту, ее приписывать могут каждый. Это как и история гаргарейцев, это история как алан, это история как албанцев в Кавказской Албании и другие. Что вообще историки как таковой говорят про уральское государство? Сегодня у меня в доступе этой книги нету, но вы обязательно, думаю, в ближайшее время я вас ознакомлю. У меня вот то, что есть история Ближнего Востока, я вам зачитаю. Дело в том, что это одно из первых государств, которое цивилизованно зародилось на Ближнем Востоке. Поэтому многие пытаются себе его приписать, многие пытаются себе его притянуть. Поэтому я думаю, что армяне не исключение. У них есть свои проблемы, и у армян есть проблемы, и с азербайджанцами, и с турками. Есть одна женщина, армянка, которая начала говорить, не трогайте нашу Урарту, чеченцы и так далее и тому подобное. Да кто кого трогает? Честно сказать, я не видел, чтобы чеченцы... Мы говорим, что имеем прямое отношение к уральскому государству, хуритскому, уральскому государству. И не только мы это говорим. Это говорит весь учебный, как говорится, интеллигентный мир. Тот, кто изучает, знает и лингвистику, знает и историю. И, что уже говорить о Сатановском, Жириновском. Дело в том, что эти люди, я понимаю, что политики, что это не настолько авторитетные люди, чтобы верить, но однако эти люди имеют образование, и историческое образование имеют непосредственно, и они прекрасно знают, к кому же относились и Уральское государство, и нынешнее, где находится Армения, и Нахичевань, и так далее, и тому подобное. Но дело в том, что в советское время более так размыто пишут близко родственные чеченцам. В данной ситуации я говорю о нашей истории, да. Также могут сказать, в то время мы были одним единым народом. Ингуши могут сказать тоже. Ну, в то время не было ни ингушей, одним народом были. Вот. И очень сейчас
ситуация уже и даже своя ситуация, которая происходит непосредственно у них и с азербайджанцами, и не лучшим образом. И, возможно, сейчас и активизировались. И у меня много очень моментов присылают, скидывают, где армянские историки фальсифицируют. Точно так же присылают и с грузинской стороны. То есть говорят, что вот здесь есть какие-то грузинские историки, которые недобросовестны. Я пытаюсь вот эти моменты как-то не сильно публиковать, потому что это не мое дело. Честно сказать, я знаю, что и у нас есть такие люди, которые вот рассказывают всякую ерунду, а потом тебе стыдно говорить об этом, рассказывать стыдно, потому что их не спроси, у них там чуть ли не весь земной шар произошел от нас, это наше, это наше, это... Ну, я такие вещи не приемлю. Конструктивно, если исследовать работу, если показывать, допустим, я хочу привести пример. Вот сегодня, вчера или позавчера, мне пишет один человек, короче, почему ты не опубликуешь что-то по картам, и тейпом, и картам мы разговаривали с этим человеком, и он мне начинает говорить, что вот надо бы назвать, короче, каждый район, то есть, допустим, он мне приводит пример. Не он первый, кстати, буквально вчера еще один брат рассказывал, что есть два тухумных района. То есть есть Шаройский и Шатойский район, которые полностью там якобы относят к тухумным названиям. То есть Шарва есть, у них свой район, Шато есть, у них свой район. И вот по такому же примеру было бы хорошо, якобы, если бы сделать на каждый, короче, тухумное, мягкое название. Но я ему объясняю, что так неправильно будет. И это, во-первых, и Шаройский, и Шатойский район, там очень по компактности не так уж много тейпов. Ну, допустим, пример приведу. Возьмем Итумкалинский район. Если его разбивать, то там должен быть, как минимум, должен быть Чантийский район, потому что Чанти Тухум, Дышнинский, потому что Дышни отдельно идут, да, Вяпинский, Вяпи отдельно идут, Кейский, Кей отдельно идут, то есть это не входящий в Тухум. Чинхоевский, Чинхой отдельно идут, то есть и это все, что непосредственно Мулкоевский район, но нету столько места, понимаете? Нету. Терлоевский должен там быть отдельно район. Разбивать название, елок, их плодить их просто-напросто. И Мелхинский должен, Мелхистинский или Мелхинский должен быть, Ирлоевский должен быть и так далее и тому подобное. Потому что допустим, нету отдельного района для Мелхи, нету отдельного района для Ирвай. Но он говорит Ирвай, и опять же эта тема начинается, и Мелхи это один тейп. Вот у меня есть знакомые, они говорят, мы один тейп. Еще раз повторюсь вам, друзья, которые в эфире, которые меня слушают. Уважаемый Далвезов, уважаемые мои братья и сестры, ночи. Я не могу изменить ситуацию, и вы тоже не можете ситуацию от того, что вы будете говорить. Никто не говорит. Или вар, или гар, называйте как хотите, каждый по-разному, или димту. Мы не можем сегодня убрать ту структуру, которая существует, разговорами. Я предлагал, они начинают клеветать на Амада Сулейманова. Ну, примерно. Амада Сулейманова. Амад Сулейманов в своей работе, я вам вот сейчас говорил, есть у него одна работа, называется «Пхармат». И она описана из слов жителя, которому приблизительно 1897 года. Вы представляете, этот человек за свои собственные деньги ездил по каждому селу, записывал все, и все, что говорили, фиксировал. И выложил это на бумаге. Есть те, которые не ездили, допустим, такой, как Лаудаев, сидя где-то там, в казачьей станице, или, я не знаю,
в Моздоке или в Кисловодске или что там, в Петербурге или в Тбилиси был он, нет, не знаю, записал, зафиксировал, хотя сам никогда в жизни не был ни в одной из этих областей. Ну, он не был ни в Ичкерии, он не был ни в Шатое и так далее и тому подобное. Вот. Эти люди записали, зафиксировали. Опять же, великолепная работа Ильяса Сигаури описал. Он описывает, он мелкий, и он не убирает и мелкий тухум, и в него уходит тейпы. То, что они все являются мелкой, нет никаких сомнений. Они могут быть все друг другу и братья, это никто не ставит под сомнение. Просто в их тухум входят все кровные братья и сестры, да, мелкие. Алхамдулилlah, хорошо. Ничего в этом плохого нету. Вот Ирвай, Гимруа, Никархуа и так далее и тому подобное. От названия селения они говорят. Хорошо. Но они все это Ирвай, но они называются Тухумом. А допустим, возьмем Нахшмаххуай или Ичкеринский Тухум. Там 30 тейпов. Минимум 30 тейпов. Я уже не говорю гары, некой, которые от него отделились. И друг другу они все ногчи, и друг другу они по сути своей не братья, имеется в виду не кровного, третий там, Уардло, четвертый там и так далее и тому подобное. И плюс еще возьмем оттуда уже Дышний, который делится на две части. Дышний, который и Тумкалинский не входит в Тухум, и Дышний, который находится в Веденском районе, который входит в Нахшмаххойский, ныне Нахшмаххойский, а в то время Ичкеринский Тухум. Поэтому я объясняю вам, и когда говорят, что входит, по этой системе мы видим, каждый видит картину со своей стороны. Структура расписанная, которая вот, смотрите, как бы вам иначе рассказать. Вот есть история. Изложение истории, констатации фактов, археологические раскопки, исторические и так далее, и культурные, все вот этот класс, он описан в истории, как должна быть структура, как это расписывать, где делать сноски, как показывать документы, как прилагать. То есть есть какие-то правила. И все историки, которые, по крайней мере, есть в России, в данной ситуации мы будем говорить о России, или в странах СНГ, пишут по этой преамбуле, называть ее, поэтому, как бы, по этим правилам. Вот по такой же правилу есть выставленная структура чеченского ногчи народа. Ам, Тухум, Тейп, Гар, Некай, Мусам, там, семья и так далее. И эту структуру изменить, показать, то есть, когда ты с нормальными людьми ведешь, Франция, Англия, Россия, ты должен эту структуру показать. Как у нас, мы же говорим, мы аристократы, мы говорим, ой, Эли, Дуба. Это все должно быть расписано четко. От того, что человек учится 5 лет в университете, там аспирантуре 2 года, там защитил докторскую, кандидатскую, 8, 10, 11, некоторые 20 лет, работают в НИИ, трудятся, все записывают, все показывают, они подгоняют все под стандарт, мировой стандарт истории и выкладывают, говорят, вот так-то, 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 ознакомливая, не у них копируя, а наши, они находят аналоги тому, как это в других государствах и выставляют его. И по этой работе непосредственно выставляется история нашего народа. Менять ее, делать так, как вот мы так хотим, так нету. А иначе тебя назовут дурачком, который пытается
от всего мира цивилизованного отойти и показать что-то такое, это так не делается. От того, что я говорю, что у меня в огороде ковчег там не появится. Я могу 30-40 метров копать, могу нефть найти, золото, бриллианты, возможно. Но есть факты, есть специалисты, которые работают в этой области, которых нужно привлекать, они проверят, посмотрят и скажут, что совпадает, что не совпадает. Это должно быть так, а не морочить людям голову там, и так далее и тому подобное. Да, конечно, любой миф, любую сказку можно. Есть и мифы, сказания про Шотландию, там, в Англии, есть в Норвегии, там, про викингов, остальное и так далее и тому подобное. Я говорю непосредственно, не саму историю викингов выдуманную, а у них есть мифы, какие-то чудовища. Но они записаны как мифы и так далее. У нас точно так же они существуют. Не нужно пытаться из ряда мифологии. Я знаю, что мифы это часть истории. Но не стоит делать историю мифами. Должны быть конкретно какие-то доказательства. Понимаете? Вы присылаете деньги сегодня, сегодня в мире рулит бабло. Знаете, да? Рулит бабло. Есть деньги, ты можешь написать великолепную книгу так, как ты захочешь. То есть твои мысли, то есть все, что тебе нужно, выгодно, ты подгоняешь под эти стандарты и печатаешь эту книгу. Она может выстрелить как бестселлер, и она может выстрелить как книга Идриса Абадиева, которую все только могли сказать, что это такая... Лучше, если бы он назвал сказки, тогда можно было бы понять. Есть научная литература со своими стандартами. Почему я все это рассказываю? Я не говорю, что вы этого не знаете. И я не говорю, что это невозможно. Это все возможно, вне всякого сомнения. Я не утверждаю, что вот то, что я сказал, достоверно. Есть разные версии. Я говорю, вот есть одна версия такая, есть одна версия такая. И та версия имеет право быть, и эта версия имеет право быть. Но там та версия, которая больше доказательств, ее используют люди. Возьмем название чечен. Есть две версии, да? От того, что адыги, то бишь черкесы, кабардинцы называли нас чачан или шашан. Или же от названия первого села, в котором проживали чеченцы. Чечен-Аул. Есть эти две версии. Но эти две версии не о появлении чеченского народа, а фиксирование нохчи народа под названием, под этнонимом чеченцы. Нохчи в то время уже 1000 лет существовали. И поэтому нормальные ученые зафиксировали, что нохчи не любят, когда их называют чеченцами. Они же говорят. И я не удивлен, когда называли чеченцами, когда остальные нохчи говорили, нет, я не чеченец, я там, допустим, урус-мартановец, или шалинец, или атагинец, или автуринец, шатоевец. Это ничего удивительного нет, чтобы не взять неприязненное название к себе, они могли назвать как угодно. На сегодняшний день людей достаточно необразованных намного больше, не меньше, точнее, чем в то время, когда ты ему объясняешь, что нету народа в войнах, нет такого народа, и не существовало с таким названием народа. Они с пеной у рта сидят. Я не про всех, про моих братьев, которые живут нормально в Европе и достойно ведут. К ним это не имеет отношения. Сидя где-то в Европе,
прожив здесь, уехал туда, сдался как чеченец, сел, с пеной у рта рассказывает лабуду, что есть пока есть человек, который говорит, 3 части войнахского народа. Это чеченцы, пример я приведу, то, что мне скинули 5-6 человек ролики. Это чеченцы, это ингуши и это карабулаки. Некогда это был войнахский народ, и кто прав, я виноват и так далее и тому подобное. Но ты забываешь тогда говорить. Подожди, есть карабулаки, окей, есть арстхоевцы, точнее карабулаки, мелхинцы есть, терлоевцы есть, чантийцы есть, биноевцы есть, алароевцы, допустим. Ты говоришь, мы были большим народом. Я этому человеку, я надеюсь, что кто донесет, тот прекрасно знает, о чем он говорит. Но есть чеберлоевцы. Примерно приведу один пример. Беной, один из больших чеченских тейпов, насчитывает в количественном отношении 300 тысяч человек. Он больше, чем взятый вместе весь Арстхоевский и Акинский тукум вместе взятый. И даже Ауховский тукум вместе взятый больше по количеству. Но сегодня биноевцы имеют, у них есть до 9, если я не ошибаюсь, Нехайдонцер, Гершнон. Если они начнут сегодня говорить, есть биноевский народ, мы биноевский народ, и у нас есть Гары, Неха и так далее, перечислять, как и ваши тейпы, и будут говорить, что мы народ. Это правильно? Это достоверно? Конечно же нет. Это ерунда. Хорошо, это ложь. Это доказать вообще ничего не стоит. Ни ДНК, генетика, ни культурно, ни географически. Абсолютно полный бред. Хорошо. Этот человек начинает говорить, наш народ был уничтожен, когда нас выгнали. Я не называю имен, чтобы, дабы вы понимаете, да, толерантно. Но подожди. Твой народ, ты говоришь, был, когда его выслали. Стоп. Для начала мы говорим о 5000 семьях. 5000 семей там было. 5000 семей. Из этих 5000 семей, смотрите, 5000 семей, 3500 остальные новчи тейпы, и 1500 это арстхоевские тейпы. Ты думаешь, 1500 семей арстхоевцев это весь народ? У Арстхоя намного больше. И Нохчичуа их очень много. Хоть многие не говорят, потому что мы один народ, здесь нету деления. Вот люди, еще не забывай, ты когда будешь говорить, там идут еще и бацбийцы. Если бы у них было такое самосознание, они-то сегодня себя большей частью считают грузинами. Но они тоже относятся, там вообще идет о 3. Все ученые того периода о 3 описывают. Это нохчи, это ингуши и бацбийцы. Это слово в войнах относилось к ним. В последнее время начали добавлять туда мелхинцев, начали добавлять туда арстхоевцев, начали туда добавлять остальных и так далее. Но это же глупо. Это глупо, это деление, это дробление. Это глупо, потому что нету ничего, чтобы мы друг от друга отличались. У нас одна кровь, у нас одна генетика имеется в виду, одна история, один народ. Еще раз повторюсь, когда мы говорим о черных Карабулаке, это черный камень, черные горы, и Руслан Арсанукаев, я полностью его поддерживаю, в других работах я ознакомился. Местность черных гор начинается от нынешней Ингушетии и заканчивается Ауховским районом. Все черные горы. Это переходит, это и в том числе и Шатой, это и Гудурмесский, и Курчалойский, и вот до Наживтовского. Это все черные горы. И везде проживали разные тейпы.
которых, возможно, гипотетически называли всех Уарстхуай. Всех без исключения. Но как часть народа это первая оборонительная гряда, чтобы дальше в горы не проходили. Уарс, Доулия и так далее и тому подобное. Карбулаки вообще название, это тюркское название. Это то же самое, что говорить качкалыковцы, мичикизовцы. Это тюркское название. Это дано недавно, это не настолько даже старое слово. Что же говорится Уарстхуай или Арстхуай или Уарстхуай, Арштхуай. Это исконное название. Ну, примерно. Если вы думаете, я сейчас именно об Орстхуевце, нет, речь не только об Орстхуевце. Это можно говорить и о мелкостинцах, это можно говорить и от эрлоевцах, и об акинцах. Лам акибу халах, которые не относятся к Тухуму. Есть Тухум акки, которые живут в Ауховском районе. Все мы являемся одним единым целым. У нас нету образованных новых тайпов, которые не относятся к друг другу. Гаплогруппа L3 есть у всех. У всех есть. Много тайпов. В Шатойском, Итумкалинском, Галанчевском, даже в Ножеюртовском, Нохшмахольском кластере есть L3. Харачуай, Эльстанчхуай, Чунгруай, Чармуай. Это L3. Это все L3. В Шатойском это Памтуай, Хаккуай, Мерджуай, Лам, Вайфендруай. L3. Но я говорю, если мы говорим об L3. А J1, J2 это уже повсеместно. То есть, к чему я это говорю? Нету какого-то сверх отдельного культурного кластера. Нету этого. Но если ты считаешь, что есть у нас своя самобытность отдельно, я говорю примерно о любом человеке, который занимается внутренним разжиганием сепаратизма. Вот сейчас появились темы, некоторые начинают, присылают петроглиф и говорят, это мой петроглиф, это относится только к нашему тайпу. Было это еще в 2020 или 2019 году резко поднялась волна. Был один нарниец, который проживал в Австрии, кажется, или где-то там, который начал рисовать рисунки, брать петроглифы и говорить, что это вот только наш тайп. Или он говорил там, что это только к нашему Тухуму относится. Но Тухуму не говорили к нашему народу и так далее. Но еще раз повторюсь. Все эти петроглифы и тонги, которые есть на разных башенных комплексах. Она может быть на башне цунтароевцев, она может быть на башне хайбаховцев, она может быть на башне мулкоевцев. У меня возникает вопрос. Мулкой, хайбхуай, цуантруай, разное географическое положение, в разных местах находятся, и каким образом и кому из этих трех тайпов этот петроглиф относится. Хорошо. Есть грузинские петроглифы, кто не видел. Допустим. Они используют петроглиф, который лам эккей, иначе говоря, ночи тайп эккей, называют его своим. Но он повсеместно используется в Грузии. Что тогда? Наши эккей это грузины, что ли? Я не могу немножко и кому относить, к какой фамилии относить. Все экки должны, или те экки, которые только в горах, а те, которые ауховские экки, не должны его использовать. Или как? Зачем его приписывать? Я знаю, что ученые есть, которые говорят, что они имеются в виду семейные. Я считаю, что это неправильно. Мое предположение, это относится ко всему Нохчи народу. Вот то, что это не относится к степнякам, то, что это не относится к Сюли, то, что это не относится, там, допустим, к тем народам вблизи, которые пришли, завоевали, осели, это однозначно. Но то, что это у нашего Нохчи народа, они могли быть у каждого, тут нет никаких сомнений. Я вам привел пример. Шаройский район не граничит с Ингушетией. Чеберлоевский район не граничит с Ингушетией. Второй Чеберлой на башенных комплексах, которые 14
13 веков, живых и полубоевых, есть это тамга, который сегодня, после легкой подачи Айсы Кадзоева, появилась на ингушском флаге. Или же наши шикароевцы, чеберлоевцы, ингуши, или же они использовали чеберлоевский и шароевскую тангу. Да, это не все, это не только к нам. И адыги говорят, что их князья, и они относятся, эта танга относится к адыгскому народу. Так к кому она относится, к какой фамилии она относится, к какому тейпу она относится? Насколько я знаю, 9, 10, 12 имен своих предков я знаю, своих прадедов. Одно у меня есть сомнение, поэтому я не называю. И, по крайней мере, 4 поколения моих прапрадедов на всех могильных плитах везде есть одна тамга. Везде. И сейчас, сегодня, и во всем 20 веке, почти что у всех плоскостных ногчей, кроме тех, которые сейчас появились новые чурты, есть новоделы сейчас, да, вы видели, там, пафосный, черный, мрамор, но у всех на чуртах, могильных плитах был один и тот же орнамент в основе своей. Исконно ногчий орнамент. Но сегодня есть люди, когда ты публикуешь даже материал, с ним говорят, а почему у тебя арстхоевский логотип находится на твоем канале? Не знаю, потому что мы не у Арстхой. Так что ли? А какой логотип должен быть, я не знаю, логотип или тамга, или петроглиф должен быть у начмахоевцев? Мне интересно. Там очень много тейпов, больше, чем у 2-3 тухумов вместе взятых. Поэтому говорить, что это только, допустим, примерно, я был в Акинских, был в Тункалинском, Каланчорском и Тункалинском и в Шароевском районе, на башенных комплексах. И почти что эти башенные комплексы не принадлежат одной фамилии и одному тейпу. Они относятся все к разным тейпам. Как и с то, что я говорил и показывал вам по Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и Нет, я не подписаться на ошибся. канал, Я кто еще прекрасно не знаю подписался. количество, Баркал, поверьте всем мне, спасибо. людей, Орсхо, которые смотрят меня. К тому же эхка это тейп. Эхка это не тейп. Еще раз повторюсь тебе. Те люди, которые не знают и спорят. Во-первых, есть лам эхкой тейп горный, который не относится к тухум. Есть эхкой тухум. Это уховцы. Это два разных. И они в научной литературе записаны отдельно. Понимаете? В лам-эхкой все могут быть одного непосредственно одной крови. А вот ауховцы и эхкой тайпду, вахарта ахкивуй, у них они родственники лам-эхкой. Это один тайп. Но не все. Потому что во время, когда записывал Сулейманов Ахмад, точнее, в то время были записаны определенное количество тейпов, которые сейчас отвечу. Записывал, он позвал людей
и зафиксировал их. Их в начале 10-15 тейпов ауховских. Но это была и ошибка Ахмада Сулейманова. Они сказали, что здесь эхты, и он записал. На сегодняшний день аух и эхкимуак плоскостной. Из тех, которых мы сами лично провели опрос и проверили, и они себя считают эхты, коренными, акинцами, их 46 тейпов. 46. Почувствовали разницу? И каждый для каждого для них они будут считать, что это, если ты скажешь, что эхкибаса, и они будут на это даже агрессировать. Поэтому я-то знаю о чем. Да, есть вещи, которые не нравятся. Да, я что, то, что говорил Дукваха Баштаевич, это оставим. Да, я с ним был, да, Валя, я был с ним знаком. Лично я знаю этого человека, знал, так сказать. А в количественном отношении, то, что про историю рассказывал, я не говорил, что сегодня их меньше, Ингушетии. Я говорил за Чечню. Раз. И за тех карабулаков, орстхойцев, которые, по словам этого Чингачгука, который живет во Франции, там, или где он там живет, я не знаю, и говорит, что якобы орство это отдельно, или же орство карабулаки, или же войнахи, и так далее, и тому подобное. Я для этого человека. Он говорит, больше половины людей. Больше половины это 1500 семей. Из 1500 семей, опять же, я не говорю, что не было. Да, были погибшие, как их всего 5000 семей. Часть небольшая вернулась. Часть до сих пор живые и живут. И в Сирии, и в Турции, и в Иордании. 1500 семей. В каждом, пускай их будет, в каждом, пускай их будет 10 человек. 10 человек. Чтобы было понятно. 1500 умноженное на 10, это будет сколько? 15 тысяч. И женщин, детей, стариков, всех вместе. Всех вместе взятые. Вот и все. То есть весь карабулакский народ состоял из 15 тысяч человек. Пускай еще оставшиеся, остались еще там 3000 семей. 40-50 тысяч. Это не отдельный народ. Я эту статистику говорю только для того, чтобы показать, что мы не были отдельными. Мы все были одним единым целым. Я не знаю, почему вот эту статистику, когда ведут, одни определенное время говорят нас мухаджиры, другие другое время. Начинаю уже я с Саадуллой Гехинским, которым начинает там, говорить, что он с Кундухом. Да. Но Саадулла Гехинский вместе с орстхойцами ушел и погиб там, в Турции, сопротивляясь, возвращаясь домой. Нету его. Он не обманул людей, не отправил их. Понимаете? Он отправил и сам ушел вместе. А остальное все это догадки, вымысел. С той стороны шли, как вас называют, как кумайки назвали, как другие. Орстхойду или Карабулак, что все записали. Если бы они дальше шли, Дауд Мартанов чтутхо. Допустим, Дауд Мартановцы это все очкой мартановцы. Дальше он идет. Урус Мартановский, Урус Мартанов чту. Мы тоже Урус Мартановцы. Разные тейпы и так далее. И пошло-поехало дальше. Атагинцы, шалинцы, автуринцы по местности. Если бы это было так. Но поскольку часть России отделила прекрасно, то есть у них получилось, царская Россия, оно шло дальше, но дальше не пошло. Почему? Потому что именно Уарсфай, зная свою принадлежность, являясь мусульманами, являясь братьями и единым народом, точно так же сопротивлялись. Из-за этого
с остальными 3500 и 1500. Если отдельности говорить, опять же говорю, это 5000 семей ночью, чеченцев. И 1500 это не отдельно, это одно, они вместе ушли. Никто же не говорит, 3500 семей чеченцев и карабулаков. Нету такой статистики у нас. У нас есть 5000 семей. Мухаджиры ушли. Это и Варства, и остальные. Поэтому вот эту тему, когда вы раздуваете, поднимаете, не надо. И не надо делить эхи, опять же, эхи живут по всей территории Нохчичу. И те эхи, которые живут здесь, сегодня, они говорят даже не на своем диалекте или говоре. Они говорят на обычном. И ничего. А те эхи, которые живут, допустим, в Ауховском районе, Ауховские ночи, Ауховские эхи, они говорят на своем диалекте и отличаются от того же галанчевского диалекта. Да, галанчевский диалект, он ближе и к остроевцам, и к ингушам, но это всего лишь диалект, часть языка. Таких диалектов у чеченцев еще 6, то есть 7 диалектов, 10 говоров, насколько ученые зафиксировали. Не более. Это не отдельный язык. И чем это любые, вот вы можете посмотреть, еще раз повторюсь, в Германии, Франции, Англии, посмотрите, везде одна и та же картина. Они все французы, но они говорят на разных диалектах. Все итальянцы, они могут говорить на разных диалектах. Это весь цивилизованный мир так живет, так строится государство. Но нет отдельного ничего. Ни у Арства, у Мялхи, у Иры, нет ни у кого разного ничего. Вайшадик цаканду. Поэтому это все болтология. Это фитна, это разделение народа. Да, название. В прошлом эфире, сейчас я отвечу, здесь один человек с пеной у рта пишет. Богохульник, некий МДЦ ЧГТГЛГ пишет. Богохульник, атеистит, антитеррор, эфир хундир ахбашлан. Еще раз, потом он второй раз прислал, потом он третий раз прислал, потом он четвертый раз прислал этот вопрос. Анзор Алязин, там с Ютуба другой. Еще раз говорю, я провел не с антитеррором, а на канале антитеррор ЧРИ. Я показал и рассказал этим. Он пришел сначала, он был у нас в эфире, он нес такую ерунду и чепуху. Я его здесь наказал, на своей площадке. Потом пошел, показал там. Ни он, ни все его собратья, ни все эти богохульники, джахилисты, атеисты, язычники не знают не то, что бы исламскую историю. Они свою языческую историю не знают. Они не знают, что их верховное божество Анунак, являющимся из 2000 божеств шумеров, не является им самым пафосным и высоким, в кавычках, языческим богом. И есть даже, они относятся больше даже к подземному миру. Да, они ищут слабые места в исламе. Опять же, мы говорим про историю. Ты можешь говорить, ты можешь совращать людей, неокрепшие умы, говорить, что мы говорить о Нохчело, но ты не знаешь ни одного, грубо говоря, адата, который бы ты мог рассказать из Нохчело. Ну хорошо, ни одного, может, знаешь, 3, 4, 5. Это стандартно. Если ты живешь здесь, ты не можешь этого не знать, потому что это в крови каждого ночи. Эти имбецилы не знают, что Ной не был еврейским пророком. Алейхиссалам. Не было просто-напросто такого народа, ни евреи, ни арабы. А то, что евреи сегодня всех приписывают к себе, пророков, и говорят, они в Торе у нас записаны и так далее, но точно так же могут приписывать к себе любой человек. У евреев, если я не ошибаюсь, 5000 или 6000 лет, далее это исчисление идет. Столько же
оно идет в Китае, в Индии. У христиан 2024 год. У мусульман 1400 там, и так далее. Ближе к 50, 47 или 48. Эти пророки шли по умыслу и правилам Всевышнего Аллаха. Почему я зашел? Я зашел, чтобы нормальные, здравые люди понимали. Википедия и Google – это не шейх и не знание. Если ты зашел, сидишь, это дерьмо выплескиваешь в Телеграме, рассказываешь это, называя всех святых пророков и остальных, богохульством занимаешься. Это не является ни наукой и правдой. Они свое место в аду, иншаллах, найдут. Я ведь слышал много, я 2 раза зашел, 1 раз из-за любимого пророка своего, саллаху алейхи вассалам, пророка Мухаммада, когда они начали клеветать на него. И 2-й раз они начали говорить о шейх Мансуре, об истории. Там о мюридизме, кажется, шла речь. Вот эти 2 раза я зашел, и ни одного человека, среди них историка, достойного, который хотя бы мог бы вести дискуссию, я не нашел. Хотя там были взрослые люди. Вроде бы умные взрослые люди должны были быть там. Ложь, провокация, фальсификация, компиляция. Все козыри дьявола они используют, вне всякого сомнения. Вести диалог всегда проще, когда у тебя микрофон. Когда ты говоришь, они высказывают часами, и ты набираешь, у тебя монолог потом на час выходит, никто не виноват. И ты хочешь рассказать, вот это ложь, вот это ложь, вот это неправда, вот это клевета, вот это здесь так сказано, вот здесь так сказано. Научная ставка, это то же самое, я могу сказать. Кто-то что-то говорит, я говорю, научная ставка. Есть миф. В этом мифе говорится, что Белготойская гора, Белгтойлам, Тачалов и Хайдарбек, жители аула Белготой, в сопровождении кунака из андийца Салагова отправляют и зачитать. Я же тоже могу это зачитать. Вот такие ссылки. Или зайти. Ссылка на Википедию. Здесь говорится так-то, так-то. На Википедию информацию закинуть вообще ничего не стоит. 50-100 рублей. И даже люди, многие бесплатно туда закидывают это. Вы посмотрите, сколько дерьма, извините за выражение, сколько дерьма мы опровергаем, я эти фейки закидываю. Посмотрите, сколько карт. Сколько карт. Вроде бы карты государственные, все это правильно, документы. Но фейки подделывают, меняют. Да. Вот таким же образом было 2 эфира, я зашел. Благо, альхамдулилля, оттуда ребята некоторые перешли сюда, ко мне перешли. Я в то время там сказал, если вы хотите поговорить про историю, заходите ко мне и там задавайте ваши вопросы. Я отвечу на ваши вопросы. Благо, хорошо ладно, не буду оскорблять, недоучка вырезал и закинул диалог якобы мой с ним в Ютубе. Я не буду говорить о чести и достоинстве, что этого человека нету. Как и образования нету. Он пытается, конечно, обмануть, что у меня есть. Конечно, всегда проще сидящим вам по ту сторону. Здесь 17, Ибраим сейчас может сказать, сколько там в Ютубе, да? Человек 100 или 200, и в дальнейшем посмотрит 3000, 5000. Я не знаю, сколько просмотрит человек. Вам, сидящим и слушающим эфиры по ту сторону, всегда проще. Вас никто не видит, вас никто не осуждает, вас никто не проклинает. И у вас минимум затрат. Вы можете в любое время посмотреть, и никаких проблем. 85, да? Ну, грубо говоря.
100 с лишним или там и так далее и тому подобное. Потом мы просмотры смотрим, 5 тысяч, 100 тысяч, по-разному бывают просмотры у нас. И в Ютубе, и в остальных. Но, что я хочу сказать. Есть такое понятие. Бумага терпит. Ты можешь написать все, что угодно. Точно так же можно сесть там и говорить в Телеграме, чате. Я сейчас постараюсь, выключу и постараемся сразу и Телеграм тоже включить, чтобы прямо вы могли слышать. Если не будет фонить, мы одновременно в Телеграме, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме. Сейчас, кажется, даже Ибраим подключил и Фейсбук тоже. Все это у нас есть. Это немножко сложно вести дискуссию. Ты пытаешься как-то придерживаться каких-то норм и стандартов, чтобы не обидеть людей, чтобы дать высказаться. Но порой очень много воды. Очень много воды. И люди вроде бы тебе не чужие это говорят. Ты знаешь, они патриоты, они воины. Но, допустим, говорить, что Аланы это только мы, там, Нохчи и Гала, это неправда. Это недостоверно. И все ополчатся сразу на тебя. Почему же все так берутся за это аланское царство? Аланизм просто. Это царство, которое было могущественно и просуществовало без малого, плюс-минус 1 век. Не 1 век. С 1 по 14, да? Да, упоминание с 1 по 14 века. 1400 лет. Хазарский каганат просуществовал меньше. 300 лет. Но и за хазарский каганат борются. Тюрки говорят, что это их государство. Евреи говорят, что это их государство. И так далее. Сейчас есть многие нохчи, которые говорят, что это нет наше государство. Хазария и так далее и тому подобное. Но Хазария, я согласен, что слово совпадает. Но Хазью и Ария это место абсолютно не Хаз. И нохчи такого сказать маловероятно, что он мог это сказать. Потому что тот, кто знает, где было, эта местность, это место для степняков. То есть мы никогда не любили такие места. Я не знаю, почему многие просто... То есть есть географическое четкое место, где фиксируют его. Многие ученые указывают, в каких местах оно было. И оно не самое красивое. Сказать-то, конечно, можно. Хазария и так далее. Но от одного названия, что оно наше государство было, но это же вы знаете, что это насильно притянуто. И много таких моментов. Да, помилуйся. Я как-то от одного сразу перешел к другому. Вот. Я уже, честно сказать, ответил, надеюсь. Вот поэтому я заходил. И нисколько не жалею. Я зашел, я показал, рассказал, и то не все. Когда много информации, и тебе дают сжатое время, ты пытаешься все раз рассказать, и у тебя ты не знаешь, что бы рассказать, чтобы это ложь, это ложь, это ложь. Почему? Потому что ты ведешь историю своего народа, тут тебе рассказывают про какие-то люди. Цукомночу даешь мою, а жизнь то. Анди камду или тайпду. Анди тайпаду, анди камаду. Анди сюлибац. Даниэлом возвращаясь обратно к тому, что мы начали.
Если вы говорите о тухумном структурном подразделении, делитесь, я вот поэтому именно остановился на этой части. Если мы говорим об этом, каждому тейпу разделить название и дать районы мы не можем. Валикум салам. Да это и неправильно. Не хватит, у нас не такая большая родина. Много фитна из-за этого будет. Допустим, в Галанчожском районе проживают и Лам Эхпе, и Уарстхуай, и многие другие тейпы, которые не входят ни в Лам Эхпе, и не входят в Уарстхуай. Там есть и Насхуай, там есть и другие тейпы. Хайбхуай, там есть и Лам Эхпе и так далее и тому подобное. Ну и тот же Итумкалинский район. Тоже разные тейпы. И каждому раздать и название дать, это маловероятно. Так что, прежде чем клеветать и говорить на исследователей что-то, или мне говорить, мне рассказали, что это не тейп. Допустим, эхка это не тухум, а тейп. Еще раз говорю. Во-первых, еще раз повторюсь. Есть эхка тухум и есть лам эхка тейп. Это два абсолютно разных названия, они зафиксированы по-разному. Тухум и тейп. Мелхи, тухум записан. Ирвай, тухум записан. Не нравится, недостоверно, пишите, подавайте, исправляйте официально на литературе, никаких проблем нет. Но менять структуру невозможно. Да, мы недовольны, что Мамакаев ввел тухум в научный оборот, потому что он взял его из соседнего Дагестана. А в Дагестан его принес некий, если я не ошибаюсь, русский ученый. Он начал впервые говорить, это даже не дагестанское слово. Он начал использовать, потому что там разные ячейки, много разных сел, которые даже не говорят на одном языке. Он использовать это начал там. Потом его перенесли к нам. Почему? Хотя мы все один народ, но несмотря на это перенесли. ДРС. Эта система, она изложена, она понятна, она объяснима. Поэтому ее используют и у нас. Изменить ее можно только научным подходом. Человек тратит 10, 15, 20 лет своей жизни, отдает ее науке. Полностью работает над тем, чтобы исправить ситуацию, поправить ее, сделать ее лучшим образом. Вы приходите, не потратили даже 2 года на науку нужным образом. Я, что Берже сказал, знаю. То, что Нахче через А пишется, это я знаю. Алейкум ассалам. Сунхушту. Это уже миллион раз опубликовал. Ну да ладно. Приходят и начинают. Да, я не согласен. Он ошибся, он ошибся. Все могли ошибиться. Работа есть. Хотим мы, не хотим мы, Лаудаева убрать из истории никак невозможно. Хотим мы, не хотим, он есть. И пока не появятся люди, не просто болтуны, не просто ютуберы, блогеры и так далее и тому подобное, не появятся люди, которые сядут, напишут, зафиксируют, опубликуют, защитят ту правду, которая является истиной, будет только та работа, которая сегодня есть. Я еще раз повторюсь. Есть книги, мифы и предания чеченского народа. Чеченского народа написано, только Нохчи народа. Но есть мифы и предания Га.
Нубга, ингуши называют его своим преданием. Это им относится. Какое это отношение имеет к чеченцам? Или же автор этой книги хотел сказать, что ингушей нет, ага это... Или же он хотел сказать, что ингушей не существовало в то время, когда было это предание. Однако это предание есть. И она написана на книге «Чеченские мифы и предания». И нам предъявляют именно вот такие вот вещи. Почему вы пишете о нас и так далее и тому подобное. Если мы говорим о единстве, да, мы хотели, и это является каким-то объединяющимся фактором, должно быть желание этих людей, чтобы этот фактор существовал. Если нет этого, то что мы можем поделать? Делать нечего. А теперь давайте сделаем так. Буквально на 1 минуту, все, которые слышали в эфире, я постараюсь сейчас провести один момент. Мы отключимся, сохраним этот эфир сразу же и постараемся включить Инстаграм, Телеграм, Ютуб и Фейсбук одновременно, чтобы со всех площадок, где у кого есть возможность, могли люди зайти и сказать. Еще раз, провокационные вопросы, мифы, сказки, расставьте конкретные точки. То есть это сказание. Не нужно утверждать, я работал над этим 20 лет, потому что я скажу, есть документы, есть ссылки, предоставь. Если это вас обидит, то не нужно рассказывать. То, что вы думаете, всегда называйте вещи, не забывайте. За все нужно отвечать. Если вы слышали, я слышал, это полевой материал от этого человека. Тогда-то, тогда-то. Или же, как Айса делает, вот на книге Гольштейна, без разницы, или Гумбы, или этого, есть такой-то, такой-то материал. Башлам, в горах ты по сколько километров проходил примерно во время экспедиции? По-разному. По-разному проходил. Километров сказать я тебе не скажу, но проходил очень даже приличное расстояние. Проезжал, проходил, смотрел, фиксировал. Один Галанчорский район, когда мы начали, это просто-напросто времени не хватало. Ну и у меня очень сжатые рамки. Чужая машина, аппаратура, техника. Не так много ты сможешь записать. Поэтому, хочется все зафиксировать, показать. Каждому тейпу, каждая башня. Я начал это делать. 10-20 тейпов я прошел, но дальше уже у меня финансово я не потянул. Неподготовленному человеку будет не просто, да, неподготовленному человеку там будет не просто ходить. И не только не просто, а в экспедицию, даже в каждом районе, чтобы пройти, нужно с ночевкой туда ехать. С пропитанием, всем остальным. Конечно, можно проскочить галопом, как говорится, везде, но это маловероятно. Тогда ты не больше информации полноценно не сможешь охватить. Мы поехали на открытие мечети Ламахи, и вот каждое селение, когда увидел где-то, где находились жилые башенные комплексы, нужно подойти, надо посмотреть, обойти. Масгат, сколько этажей, где есть ли петроглиф, нету, зафиксировать, сказать, проверить, на утесе. Все вот это нужно, как нужным образом, как профессионально это делают, нужно сделать. А так ты просто проехал село 1-2, посмотрел, это такой, знаете, мини-вариант. Но для этого, честно скажу вам, должна быть очень профессиональная работа.
Даже те, которые, я не хочу сейчас называть имена, вроде бы, которые есть и профессиональная аппаратура, и финансы, и возможности, эти люди, даже они, к сожалению, не освещают всю картину. Почему, я объясню? Потому что каждый считает себя умнее другого. То есть, если кто-то меня смотрит и говорит, нет, я умнее, я это смог бы сделать лучше. Вместо того, чтобы объединиться, допустим, с одним, с двумя, есть вот, это не реклама, но есть некий наш брат, Умар его зовут, Масаев, вы знаете, да, он спелеолог чеченский, я много раз рассказывал в эфире. Вот они в основе своей детально изучают эти места, но даже они не могут это все зафиксировать, даже они являются одними из самых лучших. Они и Хизар, который сегодня является руководителем проекта проложения по горной Чечне, занимается прокладкой дороги. Вот он и Омар Мусаев, они являются чуть ли не, они детально многие вещи знают. Даже есть моменты, которых не видели и не фиксировали. А они видели очень много. Чтобы это все делать, еще раз повторюсь, нужны большие, небольшие, по крайней мере, нужны финансы. Понимаете? А вкладывать, за что тебе не будут платить, никто не хочет. Еще раз, я лично сначала молчал, чисто, чтобы о тем эфире, кто говорил, чтобы призывал, чтобы донатили, помогали. Мне один вышел на связь, говорит, а почему ты не выйдешь прямо к меценатам сам, чтобы призвать их, чтобы они могли тебя проспонсировать. Я, клянусь Аллахом, я обратился к 3 меценатам. В кавычках меценатам. Что нужна небольшая поддержка. После этого они перестали для меня существовать. Почему? Потому что отреагировали недолжным образом. Я не называл ни сумму, ничего. Вообще, я сказал, просто нужна поддержка. Еще раз повторюсь, сидя здесь в эфире, который люди меня смотрят. Я не служу ни в каких силовых структурах. Не работал ни в каких силовых структурах. Я работал в государственных административных учреждениях определенное время, когда был молодым еще. Очень много занимался политтехнологией и НКО, некоммерческими организациями, грантами и все остальное. Не машина гранта, а вообще гранты. Все это я знаю вдоль и поперек. Где-то, с кем-то, кто пришел ко мне в эфир, с кем я общался, я знаю очень многих людей. Крутых, пафосных, но ни у кого никогда я ничего не просил. В плане непосредственно для работы это. Поэтому я независимо и веду здесь свой блог. Я обращался, и не то, что мне потом позвонили, в директ, точнее, позвонили мне некоторые подписчицы и подписчики. Они сказали, что мы обратились к тому-то, попросили, что он проигнорировал, что и так далее. Это не только я сам лично. Я перепроверить лично их слова сам тоже попросил 2 или 3 человека. К чему я это все рассказываю? Всегда проще сидеть где-то и указывать на недоработки, на ошибки. Когда ты людям встречаешься с живыми людьми, ты объясняешь, что вот эта проблема. И в дальнейшем она может привести к разрушению государственного устройства. Она может привести к распаду, физическому уничтожению народа, республики, структуры как таковой. Она может привести к очередному военному конфликту.
Она может привести к деградации общества. Эта проблема может привести к тому, что народ как таковой растворится и перестанет существовать. Все эти вопросы, тот, кто не знает свою историю и своего прошлого, будет совершать вновь и вновь большие ошибки. Это сегодня для многих история, это гуманитарий неинтересно. Вы не представляете, сколько в недрах этой нашей Родины находится огромное количество просто неизведанно исторических артефактов, которые любая другая республика, соседняя Европа просто показывают как сенсации. Неимоверное количество. Почему я это говорю? И это повсеместно. 5 археологических культурных кластеров на одной нашей родине. Нокчичу. 5. Вы представляете, 5 у многих людей, максимум 1-2, у нас 5 этих культурных кластеров. Причем это говорю не я. Все грузинские ученые, чеченские, российские ученые. Смотрите. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Так. Валикум ассалам. Слышно в эфире? Слышно то, что Да, говорит? четко слышно. То, что мы с тобой слышим, я понял. В Инстаграме слышно тот, кто смотрит через Инстаграм? Сейчас я посмотрю. Я у этих спрашиваю, подписчиков. Не просто так. Так, сейчас Ибраим. Да, Ибраим. все нормально слышно в Инстаграме. Так, все, кто смотрит в Инстаграме, скажите, Заура слышно нормально вам? То есть я хочу этот эксперимент, чтобы одновременно мы могли и в Телеграме, и в Инстаграме, и в Ютубе, и в Фейсбуке одновременно вести дискуссию. У нас сейчас подключен Телеграм. Да, Бах, все хорошо. Так что мы и в Телеграме сейчас. Тот, кто хотел задать аудио вопрос через Телеграм, Телеграм ссылка транслируется непосредственно в... Так, разрешить. Говорите, разрешить. Башлан, Ага. можно это вопрос задам заранее, как бы на Да, перспективу? конечно. Там, как это, народ соберется, жопа твердого. Я давно, в 2005-2006 году я работал на Ленинском проспекте в Москве, Мгм. рядом с этой Академией наук Хама Хамыча. И РАН, Российская Академия Наук. И мы Мгм. туда на обед ходили, в столовую чудо Востоке. Там, короче, я Мгм. познакомился с разными людьми. Вот там, а там, знаешь, общие столы, все садятся, где свободное место, там кто угодно может подсесть к тебе. И с одним историком там познакомился, старик, он академик какой-то там, фамилия Дагацаев. И что разные вопросы я ему задавал. И по поводу вот Чингисхана, вот эта тема. Сугубо Архан, он говорит, есть вот летописи у них, у монголов есть летописи, вот были писари, у Чингисхана у него был личный писарь, который все записывал. Ну, писарь как писарь, да, все, что происходило, вплоть до мелочей, каждый день это все фиксировалось. Потом на основе этих создавали уже летописи какие-то. И в этих летописях он говорит, все есть. И, по-моему, он сказал, что самое полное собрание вот этих летописей хранятся в библиотеке имени Ленина возле Кремля. Ёхта-ёх библиотека. Тут, по-моему, он сказал, что там эти летописи хранятся. Я пытался узнать, как они вообще как они называются, или за что зацепиться, допустим, чтобы даже спросить, ты вот знаешь, как это книга это, или много книг, это собрание чего-то, как это называется вообще-то, ну, чтобы я мог пойти и спросить, вот мне вот это нужно, я Мгм. заходить, Нет, шую. я, честно сказать, не слышал. Большую библиотеку имени Ленина я слышал, московскую, но какие документы конкретно и как вот там период, просто если я не ошибаюсь, там нужно по периодам века и географическое место расположения, ищет ориентироваться. Да, именно, я у него-то спрашивал, естественно, про Чечню, как бы, да, там вот эти походы, Мгм. завоевания, все, что там было, вот эти 10-12 лет вот этих всех событий. Он что-то знал, у него даже были какие-то записи исторические, какие-то он там справки, ну, какие-то вкрапления делал в своей работе. Он мне даже зачитал как-то один раз из этих летописей справка, вот этот
то Мингас, Баари, город вот этот, то якобы у Мгм. них он записан как Мингас. И он находился от современных вот Кулары до Алганюрта. Ну, это столица, где аланская. А вот этот и Мингас, и что, ну, он когда-то работал над какой-то статьей, то якобы даже у него была какая-то статья на эту тему, именно про этот Мингас. И он оттуда, из этих сборников вот этих монгольских летописей, он, как, ну, молодость студентами оттуда брал информацию. Ну да, это столица. И была, вот он аланская говорил про столица этот была, Мингас, считается. что это был, ну, по тем временам это был огромный город. Не просто крупный город, а огромный город. И доказательство этому, он говорил, что у него в летописях написано царь Гудяшева, монгол, вот особо непокорно. Ты именно на какой период говоришь? Монгольский или татаро-монгольский период? Потому что это разные, ты же понимаешь, как я говорю. Период Чингисхана – это монгольский период. Период Тамерлана – это татаро-монгольский. Нет, это именно монгольский. То есть еще до основания Золотой Орды. Ну, я-то не историк, я не знаю, я просто как Вы именно про какой период говоришь? Монгольский или татаро-монгольский период? Зовут. Я это говорю, потому что Потому что это разное, ты же понимаешь, о чем я говорю. Период Чингисхана – это монгольский период. Период Тамерлана – это татаро-монгольский период. А появление ну, это ты уже. Ага. Это ты уже То есть как-то еще до основания Золотой Я Орды. сейчас даже точно разговор не помню. Единственное, что я запомнил, когда он говорил, что это был очень большой город. Да, просто, чтобы По тем было временам понятно, даже что я почему 2-3 говорю тысячи это человек считался такой зовут. нормальный Я это город. говорю, потому что 3, 4, периоды 5, 10 тысяч, то, это что считался когда такой появились крупный монголы на Кавказе, город. они Целая на крепость наших территориях, большая, это торговля, 1221-1222. вот всё как. А появление Он Тамерлана, указано. да. Я вот дословно запомнил вот единственное вот это. Он говорит, что там указано, что после завоевания Мингаса мы отправили хану 10 тысяч пар ушей. То есть он говорит, что вот именно особо каких-то непокорных, когда они убивали, они ухо отрезали. А потом хану отправляли как доказательство того, что вот те, кто тебе не покорился, вот они сделали чашу бой, как доказательство хана, лягдо. И он говорит, что основанием того, что это был очень крупный город, является то, что вот у них написано, что после завоевания Мингаса они отправили хану 10 тысяч пар ушей. То есть они убили там 20 тысяч человек. Пылка, правильно я понимаю? Да, конечно. То есть, а представь, сколько они их убили, да, сколько разбежались. Это, как я понял, те, кто защищали этот город. Как я понимаю, там. Да, просто я очень просто-напросто, знаешь, я к чему говорю. Я очень хотел догнать вообще в этой, то, что ты когда начинаешь говорить. В этой ситуации я хотел догнать период какой. О каком периоде конкретно речь идет. Башлан, я сейчас точно тебе не скажу, я Просто я ориентир, смотри, ориентир, ты говоришь, Кулары, это получается совсем... У тебя одно не совпадает с другим. Я поясню тебе, почему. Примерно. Ну, может, я Да, путаю. во-первых, если ты говоришь... Я если очень мы просто-напросто, говорим знаешь, о я к чему говорю. Я Магаз, очень хотел Магаз, догнать если мы вообще говорим в об этой, этом, то, что ты когда то начинаешь это говорить. непосредственно время В этой Тамерлана. ситуации я хотел догнать период какой. Но если О каком мы периоде говорим конкретно о речь идет? нашествии То есть монголов, в 13 Просто я ориентир, смотри. в этом периоде, то есть Кулары, это потом, что они получается совсем... разрушили, У тебя одно не совпадает с другим. там и речи быть не могло. Да, я не Я хочу поясню сказать, тебе, что почему. во время вторжения Примерно. монгол не было Во-первых, Аланское. Аланское царство было. И они Если ты говоришь, если мы говорим о столице, да, Золотая Орда Мингас, выиграла, точнее, аланы проиграли монголам. Маас, И Магаз, если мы говорим Аланское об царство этом, было под Золотой Ордой. то это Как непосредственно под свое время под Тамерлана казахским каганатом. непосредственно. Многое это не Но нравится, если
Но два государства И существуют. они же не забывают, что с Золотой Ордой они, одно не да, Золотая подчиняется Орда другому, выиграла, маловероятно, точнее, чтобы они были союзниками. аланы Я не слышал о проиграли монголам. союзнических договорах, И допустим, между Хазарией и Аланское Аланским царство было под Золотой Здесь четко Ордой, говорит, что хазарийцы победили, как и и аланцы под свое потеряли время уже под после хазарским того, как каганатом. проиграли битву, Многое это не обещали нравится, выставлять но два каждое, государства допустим, существовать при в одном нападении пространстве, или и какого-то одно не внешнего врага подчиняется другому, выставлять маловероятно, до 20 чтобы они тысяч были союзниками. Я конных не слышал войск. о союзнических Это договоренность, договорах, об этом допустим, фиксируется в исторических хрониках. Но чтобы и между Золотой Ордой то же самое. То есть это уже более поздний период. Просто я хочу понять. У нас во время первого вторжения монголов на Кавказ и наше есть предание. Но там речь идет о городе, если я правильно понимаю, и о части непосредственно Симсима. Возможно, я это к чему говорю, возможно, Мингас и был городом непосредственно Симсима, государство Симсим. Я к этому говорю. Почему? Потому что там есть конкретное описание сражения с монголами. Это чисто, когда мы говорим о первом вторжении, о Субидей-Джабе, в этот период речь идет. Просто уничтожение Магаса было во времена Тамерлана. Уничтожение, если Мингас и Магас, это не, хотя они очень совпадают и вполне. Просто я 13 век, 14 век, там между ними 100 лет. Хочу просто догнать эту ситуацию, поэтому я говорю. Да, я могу ошибаться, я тебе просто, чтобы ты разобрал это, я тебе передал. И хотелось бы узнать, вот, интуитивно, я сейчас, убей меня, не вспомню. И так Большая далее. Вот что Большая это за Ленинская книга? библиотека. Большая Ленинская библиотека. Ну, вот туда надо заявку оформлять, и там Да, надо указать. если я не ошибаюсь, там заявку. Хотя, насколько я знаю, что там Вот нужно что просто указать? Что мне указать там? Вот ты не знаешь? периоды. Укажи период. Там, допустим, 13-14 века Кавказ. Укажи эту местность, и все. Там уже с чем столкнешься, увидишь. По периодам. Иначе я просто не могу тебе сказать, И в очень высоком разрешении, такие хорошие он делает снимки, видео записывает. Кстати, телефон, Сурч да. Ну там есть какие-то разрешенные, неразрешенные есть. Ну ты смотри, İstanbul нокчима тадıysa duaşı İstanbul yaşayan çoğuları oluyor zunderçi kan ayçı и human تعرف خيرهم هم غيرلوش. интернет, с этим разберусь. Главное, это телефон. Я понял тебя, о чем ты говоришь, я знаю. Сахити обочина. Просто Валикум салам. Я понял тебя, но смотри, тут какая тема. Единственное, что тебе для начала, для начала тебе нужно посмотреть в картотеке, как они выдают. Допустим, если там Кавказ, допустим, 10 по 15 века, в Средневековье, Кавказ или указать Тычане, или Северный Кавказ. Просто я не знаю, как у них картотека находится. Я не был в Большой Ленинской библиотеке. Это тысячи томов. Там все изменилось. Там сейчас очень много изменений. Да, кстати, если я не ошибаюсь, сейчас они, если я не ошибаюсь, ты проверь, они все перевели в электронную версию. Да, я смотрел, там надо электронную, но опять-таки надо точно указывать, что тебя интересует, и там тебе
потом определение проходит. Хорошо. Скажи, что тебя интересует Золотая Орда, там, 13 века. Золотая ставка Золотой Орды 13 века. В любом случае ты соприкоснешься с этим периодом, ты можешь узнать об Аланском царстве, или ты можешь сказать там Хазарское, хотя я тебе честно скажу, я изучал, у меня история России была, о Хазарском каганате там как кот наплакал. То есть официальных учебных пособиях для университетов как кот наплакал. Для университетов, а это высшее учебное заведение. Вроде бы должно быть все в достатке. Не знаю, как сейчас ситуация изменилась, но в то время было так. Допустим, я не могу тебе обещать. Опять же, это все нужно лопатить. Как мы сегодня работаем? Ты же знаешь, вот мы с тобой по котлу как проработали? Нашли слово, нашли карту, увидели Чечню, вот на слово Чечен вбили, или там история, там Сим-Сим, допустим, вбили, или же, допустим, я не знаю, вбили горгорейцы, или вбили амазонки, что-то, какое ключевое слова ты вбиваешь на Кавказе, и после этого все, что выдает. В Чечне забило, Вот. в Чечне есть. Ну вот. А до сих пор, я тебе говорю, я ни у одного человека не увидел опубликованный данный материал, кроме нас с тобой. И люди это пропускают, как, знаешь, как обычное дело. Если бы это другие сделали, Алиларбат. Я знаю, что в республике есть люди, у которых есть ордена Файк Мулат Синтароевского, есть ордена Байсангура Биноевского, есть ордена Талхига, есть орден, то есть они получили эти ордена, то есть в свое время получил от имама Шамиля. Я знаю, что есть коллекционеры, которые хранят. Опять же, есть люди, но не дают с ними ознакомиться. Вот ко мне пришла информация, он взял, сфотографировал, на руке прислал мне. Хорошо, Шуайб Юар, Талхиги Юар, Батуко Юар. Ну, опять же, я не прошу его забирать. Ну, дайте, позвоните, свяжитесь со мной. Давайте я приеду, поснимаю. Я не буду ваше лицо снимать. Я, по крайней мере, скажу, что я лично с этим материалом столкнулся. Сколько мне в директ скидывали. То, что находили в Даут-Мартане, то, что находили в Шатое. Все боятся. В Гудурмесе находили золотые изделия, вытянутые черепа. Много чего. Вот боятся, да я ничего вас не прошу. Я не прошу вашего лица. Я прошу просто зафиксировать это, чтобы я зафиксировал, чтобы я опубликовал. Завтра, послезавтра, вот сейчас, в данный момент, мы нашу с тобой дискуссию видят в Инстаграм, видят в Фейсбуке, видят в Телеграме, видят в Ютубе. Одновременно, вот я не знаю, это хоть и невозможно, вроде бы Телеграм, Инстаграм запрещен, Телеграм разрешен, Ютуб еще неизвестно положение, но мы смогли это все объединить и запустить вместе. Сейчас трансляция в данный момент. С тобой я веду дискуссию в Телеграме, нас показывают сейчас в Инстаграме, в Ютубе и в этом. Хоть и мы не работаем под руководством Госдепа США, нам не платит никто за это. Но видишь, стоит захотеть. Нет, есть некоторые люди, которые пафосно бросаются этими словами и говорят, там, мы запрещенные в России, уняды, нам платят официально Вашингтон и так далее. Мне никто ничего не платит. Я сижу дома, сонокчи чуаву, сайцаху, нокчи махкаву. Ну, альхамдулилlah, история, культура, география, мы можем, пожалуйста, тот, кто не может сегодня, допустим, показывать свое лицо, не хочет, допустим, чтобы в Инстаграме его лицо, зайдите по ссылке в Телеграм. Телеграм у него там Башлам, нижний дефис, 20 написано. Вот подпишитесь в Телеграм, зайдите, сейчас там идет эфир. Вы можете зайти, нажать на эфир и отправить оттуда вот запрос или свой аудио вопрос задать. Если кто-то, алейкум ассалам, аство. Вот Заур точно так же зашел. Здесь кроме Заура сейчас руку подняли Зурдзук Чечен, АГ, ну и еще 12 человек, 13 человек, которые в эфире. Так что, я тебя понял, Заур. Ты посмотри на... Да. У меня как время будет, я хочу этим-то заняться, всегда будешь. Заур. Куда здесь, Да, самая большая... Ты мне будешь подсказывать. Хорошо. Буду копать. Хорошо. Самое большое и самое важное для нас вещь
которое есть, это, знаешь, в первую очередь, это время, и второе, это деньги. Если у тебя нету денег, значит, у тебя нету и времени. Если нету времени, Ну, значит, с нету этим денег. разберемся. Да, поэтому, конечно же, хотелось бы... Просто, как я сказал, что Я еще раз говорю, чтобы написать диссертацию, докторскую, кандидатскую и так далее и тому подобное, люди месяцами, годами сидят в этих архивах, работают, читают. А какой-то балбес заходит и говорит, изучать. Я что и вопрос, и вопрос изучать. Но люди тратят годами свою жизнь, читают, и ты приходишь такой, красавчик, знаешь, я так считаю, и все. Да, отца доли, я считаю. Надо трудиться. Как говорит. Масса нахуй. Все. Вопросы можно задавать. И в Ютубе. Так что никаких матов, никаких оскорблений, никакого неуважения не должно быть. А иначе домой. Бескультурно речь не будем. А вроде бы я все подключил, не знаю, сегодня как бы экспериментальный вариант. Постараемся провести так. Хаттер, жду. Кто сегодня там просил в Телеграме эфире Ирию Бош? Телеграм что, адукшу? Телеграм, Инстаграм, Ютуб. Все вместе взято. Башлам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Башлам, такатта дырсахик. Ага. Селган топ. сомара, ешхас башлам, аязин әлі идір итті. Су жоу битару var idi. Вазин var тигар. Ас يعزين عليه. Новый атагидин тигар старшина хавай. Ас يعزين точно. И ссылку скинуть я, ас точно цейнал. Ас он бахаем, я публикую материал Хазла Азураб. Я публикую материал, когда мне скидывают, я фиксирую обязательно. Хоко-хоко хаятиню или ссылаюсь на кого-то. От себя я говорить не могу. Если это полевой материал, значит, мне кто-то его скинул, я его зафиксировал и подписал его непосредственно. От себя я никогда не пишу. Я тебе говорю, такого человека старшина селения Новый Атаги Баря. Старые атаги, 1806-7 годов. Не, yok çatqalat. S tem bolica yazino. Jimch atqalat. Jimch atqalat. As междугорляться yazina статья. Yok atqalat. As частично тейпнашаляться yazina. И то, что старые атаги как минимум или 2 или 3 раза в нашей истории были столицей всей нашей республики. Ну, не республики, а имеется в виду государства. И хавинас, но печатать я старейшина села староста села Астаязино, я точно знаю. Этого я не делал. Это чеченское имя Боши, и Дарчин. Как раз к этим годам Тхапхойла, Дади, она тоже, Чунда Робетер, Чун Элла, Хадасин. И главное, и время подходит к этому, к егошнему возрасту, подходит то дело. Да ладно, он не цахар может, она цахару адня. А может это и, как ты говоришь, это и есть, если асов подать, я еще больше, может это и есть тот же самый человек? Может и адня, он очень узнать, кто бы это делал. И материал публиковать, Зураб. У меня все материалы, которые я говорю, или все видеоролики, я ничего не удаляю, кроме вот
когда заходят наши братья-ингуши, когда это даякца аля, киас видеоролик даяк вообще, я все сохраняю. Поэтому он или Саму чукос и сумхин чука хамас и чукос рели статья. Сюрчдах, она, чтобы понятнее было. Тайми Бибол Тви, Бибол Титани, он участвовал в переговорах где-то в 1807 год, по-моему, да, Хахина. Гулевич, Барбоса, они. Переговор о том, чтобы она ночью, но уйдет, он достигает. В том моменте, как раз они нападение устроили еще дополнительно. Что уже там он кешку смахали, что она текает как раз в это время, третий категория. А эти как раз на переговорах было. Ну, у них ничего не получилось. Тут я что обязан, их на один чун тейпа хала арсунда. Чун дюзел была, да? И дюз, чун тейпан имел хала арсун просто. И чун дюзел ходил. И чун канта с койлор деви олны, она да, уже чун канта. Гат тиер, тиютенде. И по семейный список сейчас, по-русски. Цутяха, почитайте, 86 год мои, 1886. Ему в то время 64 года, это у него выходит 1822 года. Тут и кант и уже. И кант их информация. материал Арсон Хаяйцун сразу бери. О чем речь конкретно идет? Просто Хинсо, у меня почти 13 тысяч постов. Бывает, некоторые вещи спрашивают, переспрашивают 2-3 раза, 6 раз. Дагардол, Дицало, так, Цундер и материал Хагияйте, Хаяйче, я мог бы сразу тогда тебе сказать. Сейчас и шведский материал Язин Стоязин, я точно знаю. Материал, ты можешь просто-напросто скинь его в Телеграм. Телеграм чаму. Я мог после того, Жимник Цават. بيجن عياكبو Не, хикс ما بحكي زراب خان سرق Телеграм هربسلامي Телеграм يو ستشات بوت يوم تيجا أبراتنا تيجي شو أحياء تشاني تو أبيزاتنا حقو شريوني وش ملاك تطيع حجر وماشي ديكدوي أي تشاني تو أبيزاتنا حقو شريوني وش ملاك تطيع حجر وماشي ديكدوي если там есть малейшая зацепка, Да, посмотрим, есть под какие-то документы, потому что проверим. Если там есть малейшая зацепка, если это если просто есть вода, какие-то документы, которые мы можем от себя, проверить, мы проверим, посмотрим и опубликуем. Если это просто вода, то есть от тебя, я не буду говорить. проблема. Да, проблема, в общем, Мне точно так же еще хотел бы сейчас как раз Алир, один из наших братьев, я надеюсь так, скинул мне список, я обязательно его ознакомлю с вами. Инстаграм часохей шуй гушуй су Инстаграм Али. Инстаграм чурча. Слышно меня, видно? Так. Телеграм обещаем связи, оборсуется. Инстаграмные, вы на связи, вы здесь? Бах, все. Надеюсь, из этих как раз-таки наших настоящих братьев прислал список своего предка, праотца, Алгауища Таргимхову Алятинцу. Его предок вместе с шейхом Мансуром был, что переселиться. Я его публикую, посмотрите, он ищет с ними связь. Возможно, Бахцу, что они взяли фамилию своего отца,
он перечисляет там 4 или 5 имен его отца, предков точнее. Если даже есть кто-нибудь непосредственно с этими фамилиями, чтобы они связались, он ищет родственников, ну, они, само собой, ногче хербу, потому что во времена шейха Мансура был, что в то время имеется в виду ингуши как образование, имеется в виду, Алгай Тайпан Доршту. Сундера, он говорит, теперь ногче фамилии хербацу, шин года хариш халош, аляет нету. Ой, вошло. Сундери, посмотрите, если кто вдруг из вас знает или увидит, кто-то переселился, кто-то оттуда съехал, что связи, да, чего, да, это вещи цены связать, да, че Гергер нахуй шухой, короче, он сам, я правильно понял, то ли он в душе, то ли он в другом месте, но сейчас тайпан торгим холубацуша, ой, тайпан цаба, торгим холуша, цатайпа элерцу, он прислал 4 или 5 имен своих предков, Царахов Мухаджиш Хилок Си Хабахки Мубарцу, шейх Мансури Цани Шхил, то есть шейх Мансури Аухил. И они здесь осели. Не туда, не там остались, а здесь осели. Ну, допустим, он с Беркелару, имам Шамиль Волчхена, Хабахкин, Тейпни Штуцу, Диха Аур, Сия Ваховчин. Это, допустим, муж Хуай, там, Цхор, Вай, Кабеш, ну, Шуай, Шабеш, ночи больше ома больше, а с Богом худом. Veritti 37 миллиона, экшен был, Ну, дук материалы балдык сейчас публиковаться, я не публикую специально, чтобы никаким образом не задеть. Я очень часто и очень много натыкаюсь на материалы и работы, где говорится, что вот эти орства, они эхки, то есть от эхки произошли. Я этого не публикую, чтобы само это у нас есть эльча, орства шану дуарду, и это хинц эхки сам алгоши хума, это алгоши да, и сундера, и сунцавьездера. И والحادث ده هو كده إذا قيس ولي قيت ولي هم يعني هم سريع يعني سياسة يعني ما ولا حدا غير جو أو دي أو سكوات هذا по-любому не уж ما دي هو عينه أو Да, абсолютно верно. Ну, у нас Дейл и Танцания сейчас, честно сказать, вот сегодня я когда зашел, как раз таки материал, который по истории Асагайты, допустим, исторический материал Агайты, но есть у нас некоторые материалы, допустим, по истории. И тогда проблемы, книга сама, Шуйта Айнер, книга, 1991 год. 91 года, Шуйтарю, просто здесь так и напечатано. Шатой 1991 год. Я так понимаю, Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Это очень редкая книга. Министерство культуры ЧИР. Так, сейчас смотрите. Ознакомиться, чего слушается материал. Хотел вам. Так. Сейчас. Так, это еще Шюта, кинчик, я швейцар, сумбалдык, где оказывается, видите как? Так, освободилось это момент. Есть такая статья здесь, называется «Взаимоотношения древнего населения навчийцев с ираноязычными кочевыми племенами». С ираноязычными кочевыми племенами. Значение этногенических проблем. Тюркоязычные, может быть. Это нет, это не тюркоязычные, ираноязычные. Хирибюч будешь. Хириштани халил, взаимоотношения. Шуи? Бюч будет. Так, сейчас я хотел. Вот как раз таки.
Давайте я вот сейчас коротко зачитать Еревой. Коротко, про албанский, загадки албанского языка. Произведения античных писателей, географов, древние армянские рукописи, а также средневековые арабские источники сообщают много интересного и загадочного о некогда существовавшем в Закавказье албанском государстве. Оно занимало территорию Азербайджана, Дагестана и охватывало северо-восточную часть современной Грузии, в основном Кахетию, даже до Грузии доходило. Данные древних греческих, римских, византийских, армянских, грузинских, арабских источников посвящаются истории и культуре Албании, относят его существование с IV века до нашей эры по 7 века нашей эры, вплоть до завоевания Закавказья арабами. В первой половине 8 века Албания полностью была подчинена халифами, что способствовало введению арабско-персидской письменности. Довольно ценные источники античных авторов Плиния, Птолемея, Плутарха, Страбона дают определенное представление о государственности албан. Например, по словам Страбона, албанская народность образовалась из 26 племен. Вот это вопросы тем людям, которые говорили, кто относится к албанцам или нет. 26 племен относятся к албанскому государству, где каждое племя имело свой язык. Заметьте, вот эта разница, как раз мы говорим о чеченцах. То есть, Нохчебуева, Бьючпол, отдельности. Смотрите, когда мы говорим о государственности, здесь четко указывается, что 26 народностей, каждый говорит на разных языках. Не на разных диалектах, не на разных говорах и наречиях, на разных языках. Вот что обозначает разность непосредственно. Дальше смотрим. 27 племен, где каждое племя имело свой язык и своего вождя. Однако, по сообщению этого же Страбона, у албанов выдающиеся цари, ныне царь над всеми властвующий, прежде каждого племени, имеющий свой язык, имело своего царя. О культуре экономического положения и могуществе этого государства говорят археологические памятники и сообщается о войнах против римского консула Лукулы Помпея Антония. Так, например, в период первого похода Помпея в Закавказье в 65 году до нашей эры, когда он, преследуя понтийского царя Митридата, столкнулся с албанцами. Албанский царь Оройс выставил против римлян 40 тысяч человек. 40 тысяч человек. Так, переписка албанского царя Оройса с Гнеем Помпеем, о котором говорили римские источники, подтверждены мнения ученых о наличии у албанцев арамейско-понтийской письменности. Кстати, об арамейском языке вы знаете, да? Как раз-таки наш военный его некоторые люди относят к арамейскому языку. Дальше. О наличии арамейско-понтийской письменности с проникновением христианства в Албанию армянским просветителем Миропом Мештоцем, Мисропом, книжка старая, поэтому не видно все. Миропом Мештоцем был составлен алфавит на основе наречия гаргарского, чтобы было понятно. Известный армянский историк Моисей Харанацкий писал: Мисроп создал письмена, говоря гаргарейского. Гаргарского, говоря о... И как раз таки о гаргарейцах речь идет. Говора, богатого гортанными звуками, грубого, варварского, с высшей степени нескладного. Армянская историческая хроника сообщает о том, что Мисроп Маштоц, придя в страну албанов, содействовал возрождению
научных знаний, возобновление алфавита и оставив у них так же, как в Армении, наставников варданетов. Вернулся в Армению. Далее хроника сообщает, что Месрок Маштоц в течение своей жизни обучал новым письменам во всех частях Армении и в стране албанов. Албанский алфавит Мештоца просуществовал около 3 столетия до появления арабов. Сообщение армянской хроники о возобновлении алфавита и возрождении научных знаний говорит о существовании албанской письменности до распространения в стране албанов армянского алфавита. Народ Албании в разных источниках назывался по-разному. Причем некоторые народы, входящие в албанскую государственность, имели свое собственное название. Так, например, в античных источниках этот народ именовался албаны, в армянских – алуанты, в грузинских – эры. У пления в составе албанского государства упоминается народ удины. То есть удины до сих пор существуют в Дагестане, если я не ошибаюсь, удинский народ. Страбон говорит, дальше смотрим, Страбон говорит о гаргарейцах. Моисей Харанацкий упоминает в стране гаргарейцы в 5 веке нашей эры. В армянских источниках, кроме того, сказано, что царь армян Арташес 189-160 года до нашей присоединил к Армении ряд соседних областей, в том числе к прибрежной Куры, где обитали шаки, утины и гаргары-албаны. Речь идет о гаргарейцах, кстати. Вот почему этот материал опубликован. Кстати, здесь научные работы все, несмотря на то, что эта книга не такая уж и монолитная, толстая. Ну и дальше здесь, конечно же, о нашем любимом лексической параллели уральских и нахчийских языков. Если вы хотите, я зачитаю. Здесь, в принципе, небольшой материал их ситуации. То есть, если в каждой книге мы прилагаем какие-то документы, и самое главное вот в этой книге нашего уважаемого историка Хасана Бакаева четко указаны моменты, которые, конечно же, хотелось бы нас ознакомить. 186 я хотел ознакомить, 186. Если я зачитываю это, чтобы время зря не терять, интересно. Я вот пока за это время я электронно зарегистрировался в этой библиотеке. Заявки пока сейчас не буду оформлять. Тут знаешь, что есть? Есть книга, ну там целая куча ученых, авторов, там, «Тысячелетия вокруг Каспия». И есть одна интересная книга, это коллекция золотоордынских документов 13 век, 14 век из Венеции. Про период там написано или же конкретно местность? Нет, именно период. Именно период. Я вот забил, как правильно забить? Я забил я просто почему говорю. Век. Да, смотри, ты там четко что мне забить? Да, Кавказ, 13-14 века. Кавказ непосредственно, Северный Кавказ, 13-14 века. Кавказ, 13-14 века. Вот лучше в этом периоде. Если ты конкретно хочешь узнать о Золотой Орде, об Манасе, Мингасе и так далее и тому подобное. Если только так можешь узнать. Вот. Да, где-то 1395 вот эти годы. Да. Это конец 14 века. Это период Тамерлана и начало 13 века, 21-22 года. Это тут выскочило, если забить, тут выскочило, знаешь, что вот первое, комплект карт
СССР. Мгм. Комплект карт написано. Ну, как бы я Ну, это карты, посмотреть да, не это могу. карты. Это карты, это не документ. Ну, карты, смотри, А, карты тоже смотри, карты это важно. И странник пишет, Башлам, удины живут сегодня в Азербайджане. Удины живут в Азербайджане, удины живут в Дагестане. В Дагестане тоже удины есть. Я разговаривал с удинами, так что как бы я не соврал, если что. Ассалам алейкум, ва алейкум салам, Башлам. Как раньше делали карты? До нашей эры даже были карты, как они рисовали, так точно. Да, вот 95Б, об этом есть материалы, вы посмотрите в этом. Самыми достоверными, правильными картами считаются арабские карты. Они были настолько скрупулезные и точные, что чуть ли не до определенных местах доходило чуть ли не до метра, так объясняли. По крайней мере, я смотрел. Вот, фиксировали все эти моменты, горы фиксировали, путешественники. То есть карты не рисовались дома где-то, ты сел и нарисовал. Нет. Смотри, в основе карт, особенно грузинские карты, вот, когда мы читали книги о Вахуште Багратионе, Вахуште Багратионе ни одну карту не нарисовал сам. То есть он не знает, он брал карты других ученых, предыдущих, которые работали, на основании работ Леонтия Мравели и остальных, он приблизительно делал наброски и фиксировал. Карты Вахушти Багратиони в основном печатались после его жизни французскими учеными. Кстати, это тоже там есть зафиксировано. Французы написали, то есть они ориентировались по их словам, где какая река, накладывая карты друг на друга и делали. У нас, если я не ошибаюсь, особенно греческие карты, вот они как делаются? По рекам, по горам акцентируются там определенные периоды. Допустим, есть какие-то арабские источники, которые говорят, 20 верст, там мы доезжали до государства там, Албании. Там, не 20 верст, там 20 суток. И смотри, среднюю скорость лошади умножает там на час, умножает на сутки и прибавляет, и ты получаешь расстояние, приблизительное расстояние, чтобы было понятно. Это все математика. В основном нужна математика. Потом геометрия. И мы знаем, что математика и геометрия на высшем уровне обладали, само собой, арабские ученые. Многие сегодня не знают, но греческая философия сегодня в таком виде, которая она есть, сохранена благодаря исламским, мусульманским ученым. Ее бы не существовало бы без мусульман. Потому что многие не знают этого. Все зафиксированные документы, все, что есть об греческой культуре, сохранили арабы письменно. И вот так перенесли, и в дальнейшем не только, я не говорю, что только арабы, сразу прошу, а многие вещи сохранены именно арабскими историками, в том виде, каком она есть. Не уничтожались ни библиотеки, ничего, сохранялись работы. Несмотря на то, что греки были язычниками, у них был целый пантеон богов, Зевс, Осирис, вы поняли, о ком я говорю, Осирис это у египтян. Зевс это у греков, Афины и так далее и тому подобное. Поэтому целый пантеон богов, все это зная, арабы сохранили историю греков и передали ее уже в сегодняшние многие, кто пользуется греческой историей, легендами, поэмами, это в основном сделали арабы. Вот таким образом путешественники фиксировали от одного города к другому. Когда проезжали столько-то рек, они проехали, зафиксировали. Рядом там, допустим, если они вдоль берега, там, по Каспийскому морю, до какой-то реки, название реки, если есть местные люди, спрашивали у места, как оно называется, фиксировали, дальше шли. И вот так народы и общества, которые шли и вдоль каких-то определенных мест фиксировали. Вот таким образом. Но, само собой, речь идет о тех местах, которые были более открыты, то есть где ходили путешественники. До 18-19 веков горные части Центрального Кавказа, то есть нашей территории, о ней вообще фактически никто ничего не знал. Там Кох, они начали уже непосредственно, не знали ни ареал обитания, какие животные, какие растения, что к чему не знали. Поэтому на старых картах в многих местах, допустим,
записано просто вместо тавлинцы. А что под тавлинцами? Кто тавлинцы? Тавлинцы в переводе что обозначает? Горцы. Но к горцам относятся все, кто проживает. Это могли быть и грузины, это могли быть и дидойцы, это могли быть и андийцы, это могли быть наши шаройцы и тумкалинцы. Ну, просто написано тавлинцы. Кстати, написано тавлинцы, а снизу под тавлинцами дальше записаны дагестанцы. Тогда возникает вопрос. Тавлинцы отдельно, дагестанцы отдельно, еще снизу написано леки, лезгины. А тогда это получается, что абсолютно разные три общества, что ли, или три народа. И, конечно же, есть точные карты, есть неточные карты. Карты фиксировались в основе своей математики, теми, кто занимался математикой, путешествием, вот они выкладывали, делали более точные карты. Непосредственно вы знаете, как мореплаватели ориентировались по звездам, ориентируются в основном, да? Научились, то есть там не только по звездам, но вначале по звездам. И вот таким же образом они, исходя здесь такая-то гора, на карте нарисованы какие-то большие отличия. Допустим, самым большим отличием, которое арабы зафиксировали, это ныне называющийся Дербент, город Дербент. У арабов он называется Баб-аль-Баб или как-то так называется, да? Чтобы не соврать, сейчас не помню. Вот. Точно так же фиксировалось и Дарьяльское ущелье по своему названию. И вы посмотрите, когда фиксируется Нохчи общество или ингушские общества, вдоль реки Асса, вдоль реки Сунжи, Кумбилеевки находились там ингуши, вдоль там, когда указывают кистинцы, допустим, от правобережья Терека до реки там Аксай, некоторые, или до Андийского хребта. У Гюльденштейна, допустим, написано не Андийский хребет, а Кистинский хребет он называется, допустим. Но есть материалы, есть, это официально, к нам какие претензии? Никаких. Значит, когда-то он назывался Кистинским хребтом, а потом, теперь называется он Андийский хребет. Но в многих картах он Андийский хребтом записан. То есть это место локации непосредственно кистинцев или нохчийцев или чеченцев в дальнейшем. Каждый выбирает как хочет название. Но факт остается фактом. Да, есть некоторые еще наши ученые, не ученые, а любители, которые мне начали на уши садиться и рассказывать. Кстати, да, они являются как раз эти язычники, богохульники и так далее и тому подобное. Вот с этой группы люди начали мне задавать эти вопросы. Почему ты говоришь, что все тейпы произошли и что якобы наша прародина горы Бахцу? Не все произошли из гор, и первое место зарождения нашего народа якобы не горы, а равнины. Больше ерунды я просто-напросто в своей жизни еще не слышал. И эти люди живут и существуют между нами, вот среди нас, до сих пор, в 21 веке. Поэтому не удивляйтесь всяким сказкам и так далее. То есть он утверждает, по его словам, наш народ не произошел, говорит. Он говорит, некоторые тейпы произошли из гор, а остальные, говорит, из равнины. На чем основывается его? На равнине откуда они появились? Их кто оставил? Кабардинцы, которые владели частью плоскостных территорий. Кумыки, которые владели частью чеченских территорий. Аварцы, которые являлись частью нашей территории, потому что при поддержке царской России они владели нашими плоскостными землями. До тех пор, пока нохчи не начали спускаться с гор и выбивать их полностью, пока не произвели реконкисту. Мне возникает вопрос, от кого этот человек появился? Если он, я не против, если он адык, если он сюли, если он гунки, я не против. Это достойные наши соседи, мусульмане и так далее и тому подобное. Но они у себя дома живут. И если ты говоришь, что ты не нохчи и не из гор, тогда ты должен ехать к себе домой. То есть туда, откуда ты родом. И не рассказывать сказки о том, что на самом деле мы зародились на плоскостной территории, а потом ушли в горы. Больше ерунды я в своей жизни не слышал. Но есть такие имбецилы, которые печатают. Крымский кусок бастиона, Рейберт будет. Суханин тяхит, хабак ему будет. Рейберт, шабеш мабац. Церц Гергело хилаце. Нет, у них есть прямо история, где они сопротивлялись и воевали против. Но он победил. Цера ногышти
Гейберт Луай Нуари, и именно Гейз Луай Буй, Ага. крымский Гейз Крымский Луай Буй, татарин. крымский Гейз Луай Буй, цер ثاني цер يوقع امش بنفسه انه بداية وقع عشان كلب عنقش جرجلون شدو цер цунде دوسان يوقع ساعات دولا تقومن يوقع حاج او لوخي دو مش دوش именно Гейз Луай Куцкиап дош цен Гейберт Луай تيجي خلع ونجين خدون именно это Гейз Луай Куцкиап дош يوحنا ديغنا شو ниже среднего, я думаю, дома что ж, дуктон цер, понял? И цер генотипий, Да. ин больше цер حياتся такая. مسار цеятся, они لو معبولة أدخل حيوت وأبزوي أدخل تيجي دقة يحيوش دقة دوما что سيلابوش باركش بهتر ياسين сразу он сразу حينو خاطر غيبرت لوي تشركزي تعبول تعقامدو نو دوغ عبول تشركزي مثلا ادخوي حق عبول غيبرت لوي هقول اللي خواتيش стигли лахти сан юка красна букса. Бошлан, тут можно задать вопросы или ты по какой-то тематике ведешь прямой эфир? Да, вот я же ответил на твой вопрос. Конечно, можно. Идет прямой эфир в Фейсбуке, в Телеграме, в Ютубе. В любом месте задайте вопрос. Если в Телеграме, можно аудио вопрос. Если в Инстаграме, письменный вопрос. В Ютубе тоже письменный. Я отвечаю на вопросы, которые вы задаете, если это касается нашей истории. Или географии, или что. Если я знаю, я отвечу. Не знаю. Бях мобился, он цаха эйду. Хахатал, да, вот. Ас юкэр вахан хил элбарс. Юкэр. Нет, здесь нету юкэр. Здесь любой человек задает вопрос, я по очередности отвечаю, разницы нету. Долго, конечно, мы еще не сможем долго держаться, но чуть-чуть я пока еще могу говорить и вести эфир. Не так уж много у нас времени, возможности ограничены. Так, людей, которые поддерживают наш канал, не так много, поэтому и наши эфиры, само собой, тоже ограничены. Если бы, как раньше у нас Алсам подписчик в поддержку моя шумхачат, можешь и часами сидеть. А сейчас у нас, к сожалению, до минимума снизились работа. И раньше Ибраим мне задавал вопрос, звонил всегда, говорил, ой, эфир ей там, писал там, ой, эфиром я стал, гарам дацой. Сейчас не Ибраим понимает, что телефон хули кариовый, ой, ящу, это хочу, ящу, цуется, это. Когда было первое упоминание чеченцев в истории? Именно чеченцев, как народа, упоминание мы нашли 1657 год, 17 век. Чеченцев. Прошу не путать, термин чеченцы это не столько старое как бы название. А вот нахчи это совсем другая история. Многие не... Нет. Дело в том, что Инстаграм ограниченный. Через Инстаграм в основном, почему я включаю Инстаграм, потому что в Европе, больше у них неограниченный доступ к Инстаграму. Для них. Ютуб тоже как бы... Многие пользуются Ютубом. Ну и Телеграм сейчас мы подключили. По мере возможности сейчас и у нас 13 человек в прямом эфире в Телеграме. Так... 10 человек в Инстаграме и человек 80-90 у нас в Ютубе. Ну, человек 100 во втором часу ночи слушает, любит свою историю. Так вот. Ассаламу алейкум. Алейкум. Футболки Иркарт. Сегодняшней игры нет. Футболки Иркарта. Док Хилмадиза. Дубалдич. Хилмадиза. Диахадиза. Но здесь и Аух, и Псидах, и вся наша ночь Аспол. И что нет, конечно, и что я свой мог и шпац. Здесь вот этого куска нету, вот этого куска нету. Так и Баклан, Псидах Диана, и Псидах Диана. Бек черкасский горхаец и. Я бек черкасский горхаец все. И. Хаюич. Тендер выкупить.
ها حلقة بعدين ليلة قديانة تغنى بطيرو يازف بوشة تيبن كانتي بوشة فيورتا عينكو تبتش بوشة ديانا داخل الثيت شكان بو ساعد بو ورا دكتور غاسق مستان خارنا تنكو بي كورتك بينيخي تشو ديانا دشو تشو ديانا حبيبنا يستحق لله يهوكن гранич متاخل يعني انتريس اسمه Diyor ki да diyor kuaş makale sana kayana insan yurt masalı. Yok уже Malgabek инчулт а Malgabekский район als ettilnation diyor kuaş kalıp Sidakhovский район خليه sana kayana. قد دي عاسيحة يرش خلي أحسجات شيء انت حاجه بوسه ولا خليك أصلين سيوق غير سون لا ناس مو باقية خروزرب سيجا حينس عش ناخبو دي عاسيا عش ناخبو يقي زجاج لنا ديول كيو أورا كش نش دوتي إشادك سون خوش دون تو اشتات سونه أسم بوغم هذون أجا يلن ده حد يلن أزل هم دوي سول سونا تديه شون ده سون أجا شاشيل نورتا أول شاشيل نورتا أول سول بعض ديجي تديهز أما شيء كويوش يورت وحاخوشين ده حاضرين ده نقش عشرة سانيو قاخيل دو تيتنش تشين خواي تشرت واي علر واي ملك واي انجن واي Zonder zo شامل شادك خا سنتناخ مدغار يورت حياس كيخ دري بك شركاسكي حياس لو كيخ او زور بيكو هنا قصلتي وكان زور بك ديريس خيل دادو خاخوا تو كيخ حياس كيخ دوتيغا ديوكيا Продолжай эфир, продолжай. كيخ دوسيغا كيخ تا سيوغا بوس تاغا دو يحتخل كيخ تا نسوت دقت دقت حالي شو ديك درنو حقاش على شتين كوتر غير واحد وإدول شون تسأل توسك تسأل توسك دوي سونخا دوي سونخا يحتسيو полностью судил кюртера субсидия хершера مسار توضعيه كشة أحسدل شيء عميل خلدون دشي دوي دشي شامل لهم حاجوا لنا إدعاء الحياة غاسق متخارنا بيش ديانا أسين شويش وغير تشين يتحول ديانا ساعد بوي ورساعد الورمات تشين يتحول بوي غاسق متبيش بر تايبن أنتي بوي ديانا يادش بيتش بطيرو يتارخو حلق لأقن خلق يوت خلقان Руслан Бошуч, Вашу заданати, ди Руслан Дерес, Хилда Сидуэл, Ода Костелатерна, Аллаха, да Духда Дуашевой, Эфирна, Омял Дяш Болчана, да Лоч Болчана. Башлам в 16 веке есть упоминание названия чеченцев. Есть, я же говорю. В 16-м нет. В 16-м не слышал. Нет. Именно название чеченцев нет. Упоминание нахчийцев, как нахчиматяне, первое упоминание в 7 веке. Вообще упоминание нахчи у Гумбы, кажется, есть. Нахчиматяне, это география 7 века упоминается. Официальная версия Ионас Роги, не чеченская. Другое упоминание нахчи, это грузинские источники, 1310 год. Вот. Местности, то есть непосредственно название Нахчи. Вот. Чеченцы 656 последняя публика. Я эти публикации видел, я публиковал, у меня есть. Каждая с картой, все, что я нахожу, я публикую. Но читать у нас не любят. Вступление,
учись у этого, соучителя молодежь, сейчас давай учиться дальше, мне не нужно ваши липовые. Я заголовок своих постов начинаю не просто так. Я даю, как учил наш любимый пророк, салам, чтобы мусульман. Потом пишу добрый день или добрый вечер или добрую ночь. Потом пишу название моего народа, так как это исторический паблик. Дзурдзуки, кистинцы, чеченцы и так далее. И уже пишу, кто ищет достоверную историю, смотрите здесь ссылки и так далее и тому подобное. Вот. И это каждый раз я это делаю не просто так, чтобы каждый раз, кто читает, запомнил названия дзурдзуки, кистинцы, мизджиговцы, качкалыковцы, мичикизовцы, чеченцы, шашаны, цацаны. Это все название одного народа, нахчи народа, нашего народа. Это для этого. Просто салам лай. Салам малоба. То есть я или должен салам давать, или должен сказать просто привет и так далее и тому подобное. Извините, у каждого своя фишка. И я с одной стороны делаю богоугодное дело, он дальше салам дайс даже шусо. С другой, чтобы было понятно, что если не только мусульмане, добрый день, добрый вечер, говорю. И третье, уже название своего народа, как историческая действительность. Если вы чем-то недовольны, если вы чем-то читать, вам трудно прочитать 3 строчки, во-первых, можете ко мне не заходить, во-вторых, ищите паблики лучше или сделайте свой аккаунт бесплатно. Не всякие руководства, правительство, поддержка, вот как вы там наговариваете, то у меня руководители, то Кадыров Рамзан, то Дауда Мухаммад, теперь в последнюю очередь ФСБ дошло. Кто еще мною руководит, я не знаю, честно сказать. Я бы хотел бы со всеми ознакомиться, сказать, послушайте, за 6-7 лет мне зарплату, но это НКО, это общественная деятельность. Сейчас я начал 10:30, сейчас 2 часа ночи, 3 часа, 4 часа ночи качался. Вы думаете, кто будет платить или кто делать? Любите свой народ, любите историю, ищите. Я могу целыми часами читать и рассказывать что-то новое. Но боюсь, чтобы не было этого. И вас выслушиваю, и сам говорю. Поэтому никаких проблем с этим нету. Если вы показываете лицо, пожалуйста. Хотите о географии, о наших границах говорить? Пожалуйста, давайте по фактам. Без мата, без сказок, без всякого фуфла, который несут нордийцы. Но, извините, и том хочу, دوری خودو خواهشون باشه سولشی خمیلش یاشه سال اوق آور ارگونی قاتشست خیلی باش واقعشون لرکشته گرزن شوشی شو عش شو موافق دیوله شو شايك دعيسة يحكن شو عيدو شو سنة أخش تبيش يا أهتو تبيش يا كروتو يهمش سيش مواتي سو مثلا ميزي أما تحاول كومشيت خان عيالة تنديل دقي هينسا ديت بيربلا وضو بيربلا بيش كد عديت بيربلا موات غايون دوش ورا نعرف كوميت خاني بشو عيالة عملوا عام ده عنا على لوخان مش سويت عيدل دقيقة أنا دي إيش دورير دك ده عم بقدك دي سلا دي سنين سدويت هوني والله دويت سونها وشتخيور تعم دويت تخيور تع هين على بوش مت تيزيت واش تخوني خين شيت سيلا هرا حين أقول شو وي شو ترانيش دي نعدو ديل نعدو da asunder ba dik duy wo duy unia den busul den tam das ikerstu tsaba i busul ba u kayg no milch qoma khu khayta diz e milo khayta diz Allah har dal Allah chadik Allah deeldo amma Allah dal yeshi hada almetik wa khosh metik yalla wayn يلي هور مشيت صح الحمد لله واخوشنا شي مكة شي بوف بيش شي بيش نخلط حدوخ نخلط أنا حطهم بنا وخذ
dersi, هو خدي يبقى أخقص. ده يوافق. Пошла. А, В общем, как я понял, в библиотеке Амуду-Ха, вот эти летописи и прочее, самих летописей, естественно, там нету, они у кого ага, должны быть на монгольском языке, да, тайга. ага. Там, короче, как я понял, труды, научные труды, диссертации, докторские, да, ищут что. Вот по ним Понятно. надо искать. Короче, Ага. нам бы знать авторов, знать, как бы, кто, ну, хотя бы из российских ученых, кто занимался этой тематикой. Занимался, мы знаем, ты сразу можешь, если монголо-татары, я тебе скажу, Гумилев, он один из самых лучших считается, правду, кто писал. Гумилев, это однозначно, но, опять же, работы Гумилева ставят под сомнение русисты, ну, как правильно, русисты сказать, или нет, этот термин все-таки русисты неправильно. Ну, потом ты мне скажешь, кого искать. Я туда заполнять заявку. Насколько не я стал, знаю, сейчас на Гумилев, карты я заполнил. да, Гумилев в основном писал о Великой Евразии, о татаро-монголах. Вот у него должно быть, у Гумилева. Но я не знаю, его работы, посвященные именно Кавказу, по татаро-монголам, есть или нет, я не знаю. Но однозначно я помню еще с университетских годов, что по самой достоверная работа по татаро-монголам считалась Гумилева. Вот. Карамзин очень предвзято относится. Салтыков-Щедрин, я тебе говорю о великих таких, более или менее именитых историков. Ну, Карамзин... Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва Алейкум. Салтыков-Щедрин так себе, и нашим вашим Соловьев. У Соловьева тоже, в принципе, неплохо, но по татаро-монголам лучшим был Гумилев. Лев Гумилев, кажется. Это сын... Ну, я потом, когда буду оформлять заявку, его с тобой посоветую. Пока я оформил на карту. Вот у этих полководцев, когда татаро-монголы шли, когда они именно шли, у них были, по-моему, арабские эти историки, которых вели их хронологию, и они известные, эти историки. Летописцы, да. Были, да. И когда вот именно вот эти вот сражения, когда они проводили, когда они наступали на Русь, на Кавказ, вот именно когда они сражались, они описывают, с кем они сталкивались и где. Да, вот мы вот об этом и сражения. говорим, как раз и материалы. Судебе, я Милваре Тига, это самое, Гурджа Махка. Судебе, Джебе и Дворе. Да, ихние сражения, просто по датам посмотреть. Видишь, Айса, там есть проблема небольшая. Если было сражение, если нету конкретно о каких-то больших событиях, они не фиксировали эти моменты. Почему, я тебе объясню. Во времена Тамерлана, вот сейчас то, что мы начали, самое ноу-хау, которое нашли наши исследователи, это было года 2 тому назад, то, что нашли материалы Тамерлана в Самарканде. Да. Я помню, люди начали панику поднимать. Был со мной один человек еще в нашем эфире, он мне говорил, что в Самарканде есть достаточно моментов, где упоминаются в летописях Тамерлана, упоминаются ночи. Но для этого дела, там есть, он специалиста называл, опять же, нужны были мани-мани. И непростые. То есть Узбекистан, это Узбекистан сейчас получается, да? Если не ошибаюсь, Самарканд. Да. Цигаха, это Белохшана, конкретно Капяк есть, кажется. Понятно. Капяка, Макана, Езан. Чечня, Кавказ 13, или нет, Чечня я забил, просто Гудуаш, 13-14 века забить одних диссертаций, там около 2000. Помимо всего
Башла. А, Сорвалось, видишь, я забил просто Чечня 13-14 век. Одних диссертаций там около 2000. Помимо книг, помимо изданий, статей, прочего материала, представь, Чечня 13-14 век, забейте. Одних диссертаций защищенных. Около 2. каждое искать это Да, нужно время. Посмотрим, Да, я просто как первый раз я вот заполнил вот эту заявку на карты Кавказа. Просто худу-милду, вот все заполнил, кто что там, целое, помимо регистрации, там, для чего, что, короче, хоть что они ответят. Я там Валикум отметил закрытые Хорошо. источники, открытые источники, там, архивные, туда-сюда, Хорошо. полностью как бы все отметил. Просто будем знать, как с ними вот работать, знаешь, так, вот, ответ, дальше, дальше все делать. Хорошо. Хорошо, це проблема. Будем, я опять, ладно, Бас, мы со всех сторон пытаемся массу аур хаушдуэ все вежери os телеграм чуайол группе армуат эл и хушей нажду хуш. Цауи хаусей штугдаш. Я не знаю, сейчас вы юга хач üç да, смелбеш. Там, к сожалению, есть, да, есть определенное количество людей, заблудших Инстаграм, эфира, сохей шуй, болбе шуй Инстаграм. Так, Зураб. Телеграмму болбе шумяцу. Телеграм вроде бы работает. Вубах. Я не хочу делать рекламу, но очень много заблудших людей, очень много людей, которые свободного есть пространство. То есть люди не хотят заниматься политикой, но хотят послушать. Эти люди ждинир арбу шейдага. Шейд это она шейтан болбяш буш динир арбу шабуш шейхиет мя. Они не говорят, что это так, якобы тхубок дюйштуй хардуй бош. Джахиль хумш диз герш буш, но джахиль хумш ацахатсан. Они не знают ни историю времена язычества, ничего не знают. Они сидят, они клеветают на Всевышнего Аллаха, они клеветают на пророка Мухаммада, на всех пророков. Но одновременно они говорят, что уважают и любят евреев и так далее и тому подобное. Вот такая вот ситуация. Сказать однозначно, ассуниш, я чего да, язык без костей, как говорится, выучить его никаких проблем нету. Буквально, чтобы не быть огульным, я, конечно, мог бы привести вам пример. Но сейчас Инстаграм убрала эту функцию. Раньше прямо во время эфира можно было нажать и показать в архивах документы. То есть то, что у тебя есть архивы. А сейчас нельзя. Я не знаю, почему там микрофон нарисован, но дальше я ничего не вижу, больше ничего нету. Раньше было, раньше ты мог показать сразу документы, которые у тебя есть. Сейчас Инстаграм обновил или что сделал, я не знаю. Это говорит кто? Документ, любой документ говорит еще архив. Я могу вам показать ролики сразу во время эфира, но сейчас их
Мне, по крайней мере, не показывают. Я не знаю, это не мой телефон сюда. Говорят чисто на нашем языке, разговаривают, но к чему отбьются. Являются ли они таковыми, я не могу сказать. Когда у них начинаешь спрашивать про тейп и так далее и тому подобное, а он там назвать группа крови Олю, он Мичашу. Там 4 главных зачинщика, 4 человека, кажется. Имена я называть не буду. Они, вот опять. Опять Инстаграм сетца. Его сетца. Сон уже худо диесаху. Дай хан уже даяллаца аж дай иншухтер дусаху. Просто-напросто уже айдал хватича, государство хватича. Башлам. Еле. Ай, икари меттек холидиан, икиях даридиан, кусида хэр. Сорт ханквестер меттек халадиан. Кучулас дивай. Ай шек мавана, ой дюлка хлац. Таум я дюлка я قيش متاح ой قوم خلاتي ой taum düç datson ya düter doş datson. Suer duas dolhum sashi koyat wadik dish. Ehtons bal ali. At докahumш чек до хадер, но это бац, к сожалению. Ну, ой, кайлу, да, слэм, асай, ниц мел кош. Да ты суру, да хда. Ханзам, но гойтырк. Well, визк. Мот бицер, ой, омаху ал согуптырвац, но ви уиш, ви амо шей از قميل داش باتش شيرز كمبيوتر قميل داش بوش دنيا باتش طبعا سقيل ده خون ده تنده لا يجي نقوش مدي مو والين لا تون ديرا شا وق شيتسي خيوتسي شا ديك دوشا ده غيري تو يارش ده غيري ايش تعرف تون دير ايش تومش دوكشون وجري ويك دوش ديك ده شايفته بوي ده نيت بوي هون يبغى ديرس ويش ده قالوا ما سير ديك دو وجري هذيك زالو زرار واي ديرس هون زور والله اسوق ديك انك تعيل شيء перезагрузить абсолютно тянуть я شاسر تانم يلا عيال كان حوصة دور كان تاني تاني Кана ирок. он сейчас уже просто-напросто супадичи ялхуз арпасинцу и прерываться дешта эфире больше хитр бас дючте куда тани ой шу вежри шуна гона осталячен дерес хил уже хиохобо цебогу адичи совола цутину цеёса ва амра аршутана кида ويقان إفيري حوصردو شو مثلا ديريس قيل سيوغر خلقي يتريا لدر لو يلا سوقين ديردول ديردو إبراشكا حيوغا يوتيوب شو أبولشان مسالك سلام مارشا ودوسو связи أوشون يازو يشا خديغا وبروبلемят تليجرام شو أبول ويجري شونا ديريس قيل присоединиться در إنستغرام شو يدلع يوتيوب شو دلع يازي شو الموخ يتهر فورمات одновременно Шунахеш, Телеграм, что хатташ дош, Инстаграм, Телеграм, чужой плуш, Ютуб, что одновременно и платформе, и вообще объединить. Я лучше их по идее, но объединить я свой, они блох бьешь, мухиет, шун, иш воляду, я чисто Инстаграм, отдельно Телеграм, отдельно иш воляду, еще оэлеш аш язи Инстаграм, что пишите в Инстаграме комментарии, пишите в Ютубе комментарии, в Фейсбуке, Телеграме, дайте знать. Я не знаю, сохраняться Телеграм, эфир сохраните сунца, я елой цацу, приостановите, я сохранить. Пусть, да, с Телеграма, что. Но, я так понимаю, YouTube, что, те, кто желает посмотреть полную версию, без прерываний и так далее и тому подобное, вы подпишитесь на канал bashlam.39 live, нажмите колокольчик, узнаете, когда начинается трансляция. Также на канале
Башлам, нижний дефис 20, телеграм-канал Ишуни. Там полностью тоже можете найти, зайти, подписать, увидеть информацию, если через телеграм. И мои братья, которых каждым днем, к сожалению, становится все меньше, Европе, Ижри, Массерга, Дихадас, Дама, дальше подключайтесь, подписывайтесь. Ой, пока мы все вместе объединить свой садой, что аж сега дега, лилуш дега, о куза лилуш дега, ой истории, ой шабу бог, ой объединить садин, цани ой дахули, ой барц захули, ой бог даур барц. Яма, ой, арнох шикам дух дагер чвек, дик гер чвек, халлак дагер чвек, и мижги вала, и жукти вала, и любой сюли вала, мюш хома вала барц. Царь мой да ауш был бог лацалошун, иш яшлишун, царь цадючума цадючун. Ой царь вьетсаба, ой царь халлак вьетсаба, ой царь нахума лио вьетсаба, ой богуду, ой قومن موحك عادة غلق داخل ديشر ديبر نوحشو قومنات إلر دي إشوار دي إتوم دي ديكنيك خليت خاش ليش دوي وي بوليتيكيت بالبات وي قدرش بالبات ويخ üçleers businessmens do weich üçleers sheit nicht do weich üçleers achtja do weich üçleers bashonas weich zunder weich hier yo shundat way down nis want ya baq want ya die ba die shadaga bo so weich oman hoek da so da hauser do way nits mel coach way nits masr bo way bert bo way tani mel do khir bo قوي تعني تقولي ويدعيس قاستي ويهورا مشيشي سبال بات سوندك خريج عن بوشليلي قانا أرح بوتشان تباك تأخر دات تأح بوتشان هتي وتي يا مطلوط يشن بيخت قربو صون طبعا يفدين عسلا سيقوم من يجري يا سيقوم من يجري قيش قام نشك الدنيا مالدو دعيسة بيجن شيء قام سو شيء موحسو شيء موحسو شيء هلك اللي تسلأسون برج تسلأسون ويسعجين بيه الدنيا ده توديش لرد تصديزوي غوشي حوش تصديزوي شين لو الوجيسة يشوف قاي إتشرع ولو الوجد ديش شين لجتوان بيه شين لو خاص ديك تقولش بيخونش ويخي شادك هو الدنيا ده ميالدو خاص ديك تقوى سنوين شيكو يات وينوقع لدرهم شو وينوقع غاوتش دوشتو وي ديك ليلوشدش اسم خج وي جنيسلور در قرحال سون دير مثلا ديري سخيل شودا كان غنا واستلات صولا زول بك عيسى قصتا جوماتون ويستا جو قصتا جو تاتان وافير بديرات نتان الله دوينو ديري سخيل ايدو يا بوديسنك ازاش كا سودو لتيل دوق دلا اك ازغ دلا هو دلا حقصون ديري سخيل Значит, я знаю, по крайней мере, что вы, значит, вам понравилось, значит, вы поддерживаете, значит, вы хотите помочь хоть каким-то образом нам и нашему каналу. И дахкри дала, да, цахва и умшта стоишь, гой цанадош, гой борт бош, гой камант, дикамант, гой дагьят хауси, Аллах дала годиду, массера бюст, декали огил. وسوازي عدوشون بعد يشتات زاني عدوشون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.